Ассаламу алейкум Ларми Нохчи, добро пожаловать на стрим, дорогие друзья, не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. Информация, что распространяется свининый грипп, поросячий грипп. Хотя это для нас харамное, однако очень сильно Хасон Дзурдзукче, по твоему комментарию я сразу понял, но я еще пока не посмотрел в директе, до 9 сообщений там было, поэтому Башлам братик да шухал хашеш ашет искму Алхамдулилlah нашу дику да я там цани тыск больше бухону дидуется Ула штала что еще шбона что нет можно вот так прикрыть его. Всем, кто болеет, да, Ламошел Дойл. Ситуация, конечно, для декабря не самая лучшая. Сим-сир, сим-сим. Это хорошо. Вот. Надеюсь, что мы узнаем много нового. Вот. Надо написать, сказать, что я в эфире, а то Амин. Амин, амин. Амин, я иду. Но за прошлую неделю накопилось, так сказать, ряд вопросов. Амин. Ряд вопросов, которые мне задавали, что касается по нашим постам. Да, Лаха, мы ответим на эти вопросы за сегодняшний эфир. И что касается Дзурдзук, Гурама Гумбы книгу постарайся достать. Вот. Эта книга очень важная. Если ты хочешь про Нахчиматию узнать побольше, это абхазский профессор. Материалы у него очень хорошие. Есть карты. Сейчас. Вот. Меня слышно, все хорошо слышно. Дайте знать, если плохо слышно или видно плохо. Вот. И, конечно же, вне всякого сомнения, хотелось бы еще раз довести до вас информацию. Я надеюсь, Ибраим подключил YouTube канал тоже. Ну, мне задали вопрос там, якобы нарнийцы какие-то там показывают фотографию, говорят, что это фотография там какую-то хифсуру, что ли. Во-первых, я никогда не говорил, что хифсуры это чеченцы, нохчи, это для начала. Во-вторых, что касается фотографии,
Эта фотография официально на книге написана, где снизу на немецком языке написано «чеченц». Тут никаких проблем с нашей историей. Мы ничего не фальсифицировали, ничего плохого в этом не сделали. Все это есть в книгах. Мы используем только источники. Я понимаю, что некоторые нарнийцы хотят указать, что якобы изменили. Сейчас, минуту. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Эти книги написаны во второй половине 19 века. Эти книги написаны в начале 20 века. 1910, 15, 17, без разницы. И написали их не чеченцы. Если бы ученые, чеченские ученые бы опровергали каких-то грузинских ученых или немецких ученых, без разницы, тогда бы можно было говорить это. Поэтому мы спокойно используем те материалы и документы, которые есть, и тут ничего нет. Что касается щитов, мечей, все это в достаточном. Вполне возможно, немецкие ученые, которые проживали, точнее, немецкие ученые, которые делали эту фотографию, сравнили и с соседними кистинскими племенами, то бишь ногчи племенами, такими как Чанты, такими как Майстуай, Хачруай и так далее и тому подобное. Видать, отличие того периода внешней одежды было не сильным с учетом того, что жили по соседству. А что касается отказа уже от щитов или от копий, чеченцы, ногчи, очень в своей истории прогрессивный народ, вне всякого сомнения, оружейное дело процветало. И если у них чуть раньше появились или ружья, или другое оружие, так тут ничего такого нету. Алейкум ассалам. Наоборот, таки это показывает лишний раз, что мы не стояли на месте. То же самое мы знаем касаемо башенных комплексов, и многие ученые об этом говорят, что 17 века, в принципе, чеченцы, ногчи отказались от строительства башенных комплексов, потому что они были неэффективны, поскольку уже не могли оборонять от пушечных выстрелов, и люди просто-напросто, люди, которые могли укрыться раньше, еще во время нашествия татаро-монгол, ныне уже эти башенные комплексы были неэффективными. Да и плюс ко всему башенных комплексов было не меньше, и башенная архитектура и в горной части Чечни развивалась очень сильно. Что касается горной части, вы знаете, вплоть до Шатоя, начиная от Шатоя и вверх, башенных комплексов на всей территории, начиная от селения Хой, допустим, они сегодня даже развалины сохранились, и они есть, и это ученые еще даже 20 века, Марковин и остальные, и да, тот же Чахкиев Джабраил Юрьевич, они, когда делали свои исследовательские работы, находили. Плюс про башенные комплексы, вы знаете, мы публиковали на картах второй половине 19 века. У нас даже на равнинной территории, включая до нынешнего города Грозный, нынешний город Грозный имеется в виду, еще до того, как была построена крепость, были башенные комплексы, урочище Ханкалы, поэтому тут ничего нового для нас нету. Не только есть Верзенгал, назывался, да, вы знаете, это ныне не тот Верзенгал, который находится в Черленной, хотя есть и некоторые документы и описания царских офицеров, что башенные комплексы были вплоть до Терека, хоть и немного. В том числе и в Аухе тоже были. Не могу сказать, что было застроено прямо все башенным комплексом, но комплексы башенные были. Вот. Небольшое изменение или какое-то там, как описывает
ученые, которые утверждали, что башенные комплексы немножко отличались из-за взаимодействия или соседства с другими культурами. Тут ничего такого нету, это вполне себе нормально, потому что даже, мы знаем, да, Сванские башни, Хевсурские башни, они даже между собой отличаются, хотя и Хевсуры, и Сваны сегодня являются грузинами. Хотя такие же башенные комплексы, именно грузинские, сванского типа башни, у нас есть на самых восточных наших границах. Это в селении Хуай еще в советское время, по этому макету он был полностью буквально в 19-20 году у нас восстановлен. Вот такие процессы, и в дальнейшем при изучении тайпов чеченских рассказывается, кто занимался строительством там башни, кто строил там, кто добывал порох, холодное оружие непосредственно. И, грубо говоря, короткие ружья или пистолеты, как будут, или длинные ружья, все это развивалось, и об этом есть достаточно материалов, и книги у нас тоже есть, обязательно вам их понемножку тоже, если кому интересно, мы будем зачитывать. Что были мастера, одни из лучших мастеров по холодному оружию, то есть кинжалы, сабли, шашки. Вы знаете, что атагинская сталь славилась и славится до сих пор того периода. Поэтому говорить о том, что были или не были щиты или кольчуга и все остальное в горной части, было все. Что я вам объясню, почему именно мы делаем акцент, якобы горные ногчи, там равнины. До, грубо говоря, 15-16 века весь остаток ногчи народа в основном жил в горной части Галанчожского и Тумкалинского, Шатойского, Шаройского района. Были загнаны еще со времен Тамерлана. Само собой, это весь ногчий народ. И после 15-16 веках уже начали спускаться и свои земли обратно отвоевывать. Это нужно знать, и это нужно понимать. И если сегодня находят башенные комплексы, какие-то петроглифы, свастики, солярные знаки, захоронения гротовые, разные, без разницы. У нас есть ребята, которые изучают, вы знаете, да, есть отличные спелеологи, которые сегодня изучают пещеры. Наша группа, кажется, Ламберт, огромная благодарность и возглавляющему Умар Мухаммад, там, всех ребят, которые этим занимаются. Да, они тоже сегодня находят, делают отличные находки, которые, в принципе, было невозможно. Вот. И поэтому все, что находится в горной части, это культурное наследие ногчи народа. И тут нету никакой разницы. Само собой, после того, как начали спускаться, и мы должны понимать суть строительства, где проживали горные, непосредственно наши башенные комплексы отличались, там, допустим, от жилищ, которые были ближе уже к предгорной части. Почему? На протяжении почти что... сейчас, подождите. На протяжении... На вопросы сейчас я отвечу. На протяжении почти что 20 лет, это уже говоря во времена имамата Кавказа, мы находились в активной фазе боевых действий. В отличие от других людей, которые непосредственно в то время не воевали с царской Россией. Это раз. Во-вторых, это говорит о том, что, само собой, какие-то дома, которые были построены по тому же архитектурному типажу, как в горной части, если и даже были, они не сохранились, они сжигались. Вот эти турлочные дома, кстати, у Аркадия Гольштейна об этом описано. Он рассказывает, что
Вот вязаные дома, обмазанные там глиной, побеленные, аккуратные такие. Вот это все, конечно же, взяли уже в дальнейшем у соседей. Они утверждают, что взяли в основном у Дагестана, взяли также у адыгов. Якобы, что вот они по этой системе строили. Конечно, строили. Почему? Потому что эти дома было проще всего строить. И если их сжигали, а вы знаете, были селения, которых очень часто сжигали во время боевых действий, чего стоили Гихи, там, Валерик, Герменчук, Автуры, Атаги, которые много-много раз сжигались, на которые нападали. Поэтому строили легкие дома, поскольку невозможно было, люди не могли построить дома, жить мирно, поскольку всегда были боевые действия. То во время шейха Мансура, первого имама Кавказа, потом Ермоловское время, Бейбулат Таймиев, и Ермоловское время. Кстати, напомните мне о Бейбулате Таймиеве, вот эту версию, которую я вам рассказал сейчас. Интересная информация, которую мне скинул брат Саид, огромная ему благодарность, как наши доброжелательные соседи занимаются подтасовкой, компиляцией, заменяют, я даже скрин специально сохранил, заменяют и делают в Википедии нашу историю, выставляя, каким образом выставляя наших национальных героев. Просто напомните мне в дальнейшем. Поэтому, вне всякого сомнения, мы должны понимать вот эти процессы, когда пытается кто-то что-то сказать. И плюс, не забывайте о самом главном. Когда наши нарнийские соседи утверждают о том, что якобы 200-300 лет по правую сторону Аргуна принадлежала там Нуцелам, Хоцелам, Шамхалам, это раз. Или там левая сторона Аргуна принадлежала там другим, выдуманным тоже, опять же, каким-то нарнийским сказкам. И они владели им 200 лет, 300 лет. Послушайте, с учетом того, что они были лояльны царским войскам, с учетом того, что они были высококультурные люди, как вы утверждаете, то есть это не кочевое племя, которое ставило там, я не знаю, юрту и жила там, с учетом того, что они были богатые, им все платили дань чеченцы, я хочу вас подвести к идее, пониманию. Возникает вопрос, все, что вы говорите, имело бы под собой основу, если бы вы показали хотя бы один город, который основали ваши нуцалы, муцалы, хункалы, которые вы рассказываете сказки. Раз. Где массовое захоронение и проживание ваших так называемых владетелей нашей Родины. Два. Где эти могилы? Где надгробные плиты? Где ваша великолепная, те, кто утверждает, где ваша великолепная нравственная архитектура и культура? Вы же древнейший народ, вы утверждаете, чуть ли не вы основали там Рим и все остальное, но это в кавычках, вы должны понимать. Если все, что вы говорите, правда, где это наследие? С учетом того, что вы не воевали против царской России в тот период, вы благодаря этой царской России получили земли Нохчи народа, пока Нохчи народ был в горах. И без разницы, кто бы это, шамхалы, беки, нуцалы, кто бы это ни был. В последнее время рисуют карты там, ну где это все? Вы прожили, и вам оно принадлежало 300 лет, вы говорите. За 300 лет вы понимаете, сколько городов можно построить? Понятное дело, если бы у вас там были построены города, вы брали ясак, у вас было богатство, все остальное... Огромные доходы, вы должны были построить дома, вы должны были построить крепости. Где крепости? Где эти дома? Где эти захоронения? Если то, что вы говорите, правда, почему от вас ничего не осталось? Где? Ну, хорошо, можно там сверху сказать, но здесь же на всей территории занимались археологическими раскопками, знают, где находится Чечен-Аул, знают, где находится Маас, Магаз, знают все, где находился Самсир, знают, где находилось, мы свои города, городища, все знаем, где археологи, все прекрасно знают, где эти курганы огромные, где были захоронены ваши великие полководцы, которые якобы держали в страхе весь Нохчи народ. Где это все? Почему этого всего нету?
даже во времена периода имама Шамиля, оставшиеся здесь, погибшие здесь некоторые наибы, пришлые, которые пришли с соседнего региона, их могилы-то сохранились. Почему все, что было до них, не сохранилось? Нету ничего, что даже бы напоминало об этом. А знаете, почему нету? Потому что здесь вы ничем не владели. Вы получили земли, селения, которые уже здесь были после завоевания, когда Россия пришла. Вы просили у них, умоляли, и эти документы, благо, есть. И как шамхалы просили, и как нуцалы просили, и как наши соседи, которые просили земли отдать, селение отдать. Потом были недовольны, когда чеченцы стали сильнее, нохчи стали сильнее, и начали или убивать, или прогонять вас. И странным образом из самого сердца Чечни, как вы утверждаете, якобы Шали вы основали, Атаги вы основали и все остальное. Если вы это основали, почему оттуда там не осталось ничего вашего? Вы уходили, вплоть до Терека, потом за Терек перекинули, из-за Терека нигде вас не было. Якобы основали селение, якобы. Но где оно все? Где основание? Где доказательства? Его нету. Если бы было бы, вы как сегодня рисуете эти карты, распределяя ногчи земли, вы бы поставили и предоставили бы доказательства. У вас нет никаких доказательств. И не будет. В отличие от вас, от некоторых людей, которые даже сегодня в аухе ходят и старые на могильные плиты пытаются оттуда убирать имена или убирать дату, стирать дату, заниматься вандализмом, показать, что здесь ауховцы якобы не жили, даже над мертвыми могильными плитами на сегодняшний день этим занимаются. В Хое, в Чеберлоевском районе воровали камни из селения Хой, из селения там, где Макажой проживает, с петроглифами. Их находили, их пытались вытаскивать, и это все находили. Потом вызывали, тот же Юнин Успанов вызвал с РОВД Веденского района, когда начали охранять, когда уже люди начали с оружием это место патрулировать, это все перестало. Перестали пропадать камни. Вот тут был реальный вандализм. А то, что происходит там, происходило в Ауховском районе, об этом обсуждали. Вот. Что касается щитов, флагов, всего остального, это добро, к сожалению. Есть достаточно масса доказательств того, что все чеченские музеи были разграблены. Некоторые вещи находились в Ставропольском крае, возвращали их. Огромное количество артефактов исторических есть в Грузии. Вполне возможно, что есть и в Дагестане, но сегодня доказательство этому, показать это в редких случаях возможно, потому что все журналы, вся документация фактически не сохранилась. А сидеть сегодня говорить, что немцы или другие ученые ошибались в то время, когда сказали, что это когда-то с копьями, щитами бегали, и что? Тибулустма, гора, вы знаете, сколько там сотнями наконечников именно периода татаро-монгольского нашествия на день, если не тысячами. Пакетами люди, Юний выкупил их, когда хотели продать другие места. Доказательства есть этому. Нам, в принципе, что касается копий, я еще и буду публиковать, вы можете увидеть это сами. Нам нигде ничего покупать не нужно. Ладно, по мере возможностей, конечно, буду отвечать и идти дальше. Давайте дальше. Так, Башлам, ты видел публикацию про Хуайка, Чеберлой воевали против Шамиля? Ответ. Нет, не видел. Не читал. Я рассказывал об этом, но более подробно я не читал. Мне скидывали о перераспределении, военном полигоне, который хотели сделать на территории Чеберлоевского района и Шароевского района. Мне скидывали 2-3 человека, читал ли я это.
Кажется, это была статья Амина Тесаева. Но мне это читать не нужно, потому что я сам участвовал в этом. Вначале я прочел, но потом я даже не стал читать его дальше. Я знаю в подробностях, в деталях все, как это было, и знаю, кто туда поехал, как поехал, и как все это происходило. Да, я не знаю, кто хотел, и вот этот, что именно тот, кто хотел создать этот полигон, там, что они были в основном из Министерства обороны, и они были сами с Дагестана. Вот этих тем я не знаю, но остальное все я прекрасно знаю. И у нас сегодня поступил первый донат, и как всегда это Адлан. Адлан, огромная благодарность, Далса Адуэл, за поддержку, за то, что задонатил, помогаешь нашему каналу. Адлан, Далси Адуэл, Булдиснек, Эзерка Содолил. Мне еще интересно, как Магаз могли сломать. А до я не понял, как могли сломать. Он уничтожен Тамерланом. Имеется в виду рисовать. Царские солдаты где спали? Где крепости? Царские, как где крепости? Крепость Грозная, крепость внезапная в Шатойском, была в Шатойском районе. Остались фотографии, остались рисунки того периода. Насчет царских, то, что царская армия построила. Остались селения. Вот все эти селения, которые были за Тереком, они те самые названия сохранили. Чуртовы, Петропавловская крепость, Ильиновская крепость, тоже они, которые имеют чеченское название. Оттуда села были сожжены. Кроме одной старой Сунжи, остальное все было уничтожено по левую сторону Сунжи. От 26 до 40 селений находились, где находилась крепость Грозная, они были тоже полностью уничтожены. Список их есть, мы его публиковали. Башлам, брат, мухо, альхамдулилля, дину. Так что, я, честно сказать, пока я переболел, но все родные, близкие болеют, и это очень нерадостно. Сам живой, здоровый. Так, дальше. Да здравствует Башлам Хадж. ДРСХИЛ, ну, да здравствует. Это как-то... Если ты здравия желаешь, спасибо огромное. Нартгуши. Так, дальше. Какие вопросы? Так, ингуши нарисовала карта. Ну, они могут рисовать, что хотят. Ты ведешь этих националистов в заблуждение, Башлам. А где ваши крепости? Ты, наверное, немножко ретретор. Ты слегка, ты извини, конечно, туповат ты. Мне тебя жалко. Я еще раз тебе... Ты прослушал, наверное, заблуждение. Причем тут националисты? Это история моего народа. Если ты тупой нарнеец, то мне жалко тебя. И брат Астемир задонатил. Астемир, Аллах дал саадуэл, Будиснек эзашка соудуэлил, дал сиидуэл. Огромная благодарность брату Астемиру за то, что задонатил и помог нашему каналу. Вот. Дело тут не в национализме, дело в своей истории. Что касается наших башенных комплексов, ретретер, если ты приедешь, начиная от селения Хой и заканчивая Галанчорским районом, я тебе покажу, где есть крепости, где есть башни и все остальное. Хорошо? Не построенные в 18-19 веке или в 20-м. Я имею в виду, вот по всем местам проведу. А что касается селений, еще раз, твоя тупость, нарнеец, заключается в том, я тебе объяснил, через что прошли чеченцы. На территории Новчи народа, которая была отдана, жили в основном дагестанцы, кумыки, частично терские казаки. А на вашей территории, я знаю, к какой национальности ты принадлежишь, отдали грузинам, в основном и осетинам. Грузины и осетины сохранили ваши башенные комплексы, и вы должны, как говорится, вы говорите им благодарность, ну, по крайней мере, грузинам. Они не разрушили. А в Чечне 20 лет воевал имам Шамиль. До этого 8
плюс-минус там лет 5-6 здесь на нашей территории воевал шейх Мансур, воевал Бейбулат Таймиев, воевал Байсангур, Алдам Гази и много-много кто. И кто бы не сбегал там с Дагестана, приходил, скрывался здесь, здесь сжигали. Не считая этого, плюс сжигали селение, и задонатил брат Саламбек, Аллах дал саадуэл, Будиснег дал Берк Дойл, уже 3 человека в поддержку нашего канала задонатили. Не считая этого, была депортация, которую вы тоже застали. 2 последние чеченские войны. Опять же, я лично и любой человек вам подтвердит, в горной части Чечни есть башенные комплексы, в которых торчат ракеты от вертолетного обстрела, которые были разрушены. Второе. Если ты сегодня приедешь в Чечню, я могу тебя отвезти на границу с Грузией, и ты увидишь, что до сих пор многие комплексы, башенных комплексов разобрали, из них сделали дзоты, доты, и сегодня находятся различные пограничники и живут в некоторых из них. Поэтому я могу показать тебе много чего. И плюс ко всему, я сказал, турлочные дома, которые сжигались. Ермолов, который сжигал большую и малую Чечню. Бейбулат Таймиев, который хотел заключить с ним договор. Ты или тупой, поскольку у тебя ненависть, это комплекс неполноценности, из-за этого ты хочешь каким-то образом подколоть. Вот и все, я тебе ответил. Маас на территории, да, Маас был на территории Чечни. Алганюрт, Юрча. Нохча Алганюрт. Так, дальше. Кто воровал? Кто воровал камни, к сожалению, поймать не удалось. Не повезло нам, как нашим соседям ингушам, которые нашли своих же, кто там продавал эти камни. Но видео, опять же, спуститесь, 2019 год, у меня вы увидите, где Юни Успанов, наш археолог, Султан Исаев, и при восстановлении селения Хуай показывали, как хотели вытащить вот этот угловой камень с петроглифом и забрать его. Но своевременная работа сотрудников предотвратила, и после этого перестали пропадать. Кто это сделал? Если бы я знал бы, мы бы уже по-другому разобрались с этими людьми. А как назывались чеченцы в прошлом с дзурдзуками? Чеченцы вначале назывались дзурдзуками, соседи грузины их называли дзурдзуками, называли их кистинцами. В XIV веке их уже называли нахчами, мы сами себя называли нахчи. Дзурдзуками называли, кистинцами называли нас грузины. А кумыки и тюркоязычные нас называли мичикизовцами от реки Мичик, качкалыковцами называли. Осетины нас называли цацанами, персы нас называли сасанами. Кабардинцы, адыги, братья наши, называли шашанами. Кумыки называли мачарышлар, до сих пор называют также. Аварцы называют буртиналами. Если я не ошибаюсь, я всех перечислил. Ну, само собой, терские казаки нас называли чеченцами. Уже взяв в основном сфера влияния на наших плодородных землях была беков. Кабардинских, черкесских, правильно сказать, адыгских беков, поэтому от них они взяли название. Хотя они сегодня говорят, что якобы отселение чечен, аул, но это там несколько версий, но я с этим, конечно, не сомневаюсь очень сильно. Ответил на вопрос, но ничего таких, как вы, красть не жалко. Дзурдзук, ну ничего таких, как вы, да, не жалко. Ты забыл, как вы плакали. Везде на Кавказе разграбили, что смогли. Да, есть такое. Ну, не везде на Кавказе. Башлам, ты видел выступление Хамзата Чумакова, где он говорит, что видел мечети, построенные чеченцу не 9 века, да, это СШК 95.
Хамзат Чумаков, то, что рассказывал, это он про Иорданию рассказывал. И мечеть это не 9, а 19 века. Построенная в Иордании, Урду-Махка. Да, конечно же. Так, дальше. Ассаламу алейкум, башлам. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Крепость Ведено тоже есть. Тамерлан уничтожал все, ничего не щадил. Марк Фей пишет. Ибраим, вопрос Башламу по-русски ингуш, по-осетински макалон, по-чеченски галгай, еще как каких-нибудь народов, как есть название галгайцев. Ну, честно сказать, галгай название было не всех. Я опять же ссылаюсь на Мусу Зурабова. Название галгай это было определенное только Хамхуай, Таргим Хуай, вот те 3 общества, кажется, которые в Таргиме, да, находятся, их только называли галгайское общество, Тайп, галгай. Цоринцы были отдельно, фяппинцы, вяппинцы, наши, как мы в Вяппе говорим, были отдельно, джайраховцы были отдельно, уастхуай, само собой, были отдельно. Поэтому галгай, вот то, что сейчас название галгай у них было не всегда, трансформация это. Сперва их называли отселение ангушт, ангуштовцами, потом уже трансформировалось в ингуши. А, ну, как говорит Муса Зурабов, вначале одно общество было галгай, и остальные вот более сильно экономически развитое. И остальные начали при объединении, становлении их уже субэтносом, они начали собираться в одно название, и после этого получили название галгай. Почему между двумя, это вот, если так грубо рассказать, почему между двумя соседскими народами существует такой конфликт? Какой конфликт? Расскажи, конкретно спрашиваю. Кто-то что-то пытается доказать, кто-то говорит, что другие произошли от этих. Весь этот раздор может организовать третьими лицами, произошли от них. Ну, давай я тебе отвечу. Во-первых, Селим Кавкасян. Во-первых, мы никогда и не старались этого делать, но нападки пошли после 18 года. Они были-то давно, но ногчи были заняты своим восстановлением, не до этого было. 18-19 год это все всплыло. То есть за это время уже мы узнали, какие книги были про нас написаны, как клеветали, кто клеветал, кто этим занимался, будь то с Востока, будь то с Запада. Знаем авторов, кто написал, на каких книгах написал, где это сделали, какие карты появляются, как они между собой объединились и занимаются травлей чеченцев или чеченских ногчи-блогеров, или пытаются там рассказывать небылицы, клевету. Это все. Мы лишь начали действовать после того, как первые начали нас клеветать. То есть это только лишь ответ. Но ответ оказался настолько сильным, что аргументация тех, кто рассказывает байки и сказки, они рассыпались. Я именно конкретно про норнийцев говорю. Про нормальный народ, который считает братьями, соседями, достойными. Мы про них ничего не говорим и никогда не говорили. Но если у тебя есть другой вопрос, давай говори. Злрави желаю товарищ. Что значит злрави желаю товарищ историк? Ну, во-первых, Тамбовский волк тебе товарищ, ретро. Я в первую очередь ногчи, я блогер, занимаюсь и историей, и географией своей, адатой, культурой, археологией, поэтому пытаюсь. Ну, кто бы говорил. Ты знаешь, самая большая твоя аргументация, ретро. Если бы у тебя было мужество, ты бы отправил, вот здесь есть камера, отправил, ты бы показал свое личико и рассказал бы мне, что и доказал бы что-либо. Но ты тупой. Мало того, что ты еще и трус. Поэтому ты пишешь вот так эти писульки. Это опять же комплекс неполноценности. Ты боишься облажаться перед всеми своими, и поэтому, как истинный норнеец, пишешь вот эти свои загогулинки. Тупой ты. Хотя не стоило обращать внимание на таких тупиц, как ты, но все-таки отвечу. Давай без оскорблений, пожалуйста, я вопрос задал. Если для тебя тупой человек это не оскорбление, ты реально тупой. Но ты пока еще не материшься, я тебя и не блокирую.
Кумыкская плоскость, она начала называться уже во времена Ермолова. Но никто не отрицает, что там какие-то люди воевали. Какие-то люди воевали, вообще вопрос о чем? Потратил час на ответ одному человеку. Нет, я провожу стрим, поэтому ночью они видны. Я не знаю, о чем ты говоришь, ты кто? Грузины чачанами. Грузины чачанами не называли. Грузины чачанами начали называть в 1695 году. Первое упоминание грузинами. Грузинский князь. Это когда он проходил, он рассказал, что у него брали дань за проход. Поэтому подучи историю. У вас многие там пытаются рассказать байки, что только в 17 году появилось, но вы немножко глуповатые. И брат Арби задонатил. Арби дал саудойл, булдиснек эзачка соудолил. Огромная благодарность за поддержку нашего канала. Вот. Грузины называли нас дзурдзуками и кистинцами. Не веришь? Я тебе могу. Вот здесь есть наша сестра Софико, истинная грузинка, и она тебе расскажет, как грузины называли чеченцев. И как они вас называют, тоже скажет. А до этнонима чечен, как нас кавказские народы называли? До этнонима чечен нас называли дзурдзуками, кистинцами, нахчиматьянами. И дальше я вам сказал, мичигизовцы, качкалыковцы, это я вам перечислил. Башлам, малам башламу, у тебя веденский диалект или нахчмахкоевский? Нету веденского диалекта. Ты не разбираешься. Ты меня заблокировал или еще проявил ко мне снисходить. Ты меня заблокировал. Ты тупо снесешь. Как я могу тебя заблокировать? Ты в эфире. Ты сделал ретер. У тебя название. Отправь запрос и все. Галгай можете оставить в покое. Вопросы ко мне. Кто задает вопросы, я отвечаю. Все. В основном задают ваши. Не хочешь слушать, не слушай. Так, сорняк нельзя оставить, а то не испортить все. Дальше вопросы. Тогда будем исправлять тебя. С 70-х годов есть книги. Какие книги? Гюльчатай, покажи свое личико, зайди. Башлам, почему вы в последние годы стали дзурдзуками? Ты тупой, ой, господи, какой же ты тупой, а? Ты настолько туп, ретер. Тупой. Послушай, Иванушка, и вот видишь, «Башня в горах», видишь книгу? Написал ее еврей Аркадий Гольштейн. Аркадий Гольштейн написал эту книгу в 20 веке. И он говорит, что чеченцев зовут дзурдзуками, а ингушей зовут глигвами. И это 20 век. Плюс я тебе могу привести еще 9 грузинских источников, точнее не источников, я тебе назову фамилию, что для такого тупицы, как ты, ретретер, допустим, Меликашвили, Георгадзе, Пицхалаури, Гасвиани, Черлашвили, Аратюнов, Тарпетросян, Чешко, все они доктора исторических наук, филологических наук, академики, члены корреспонденции Академии наук Грузии. И они в своей работе про дзурдзуков пишут и говорят то же самое. То же самое. И это книга. И их не сейчас начали. Просто сейчас люди начали заниматься этим. То же самое. Маргашвили. Книга, тоже написанная в 20 веке. Она достаточно, я обязательно зачитаю, рассказывает, что нас называли кистинцами. Это второе название. Да, в отличие от вас, нордийских сказочников, я не говорю, что определенные тайпы там из Ингушетии не называли кистинцами. Называли. Их было 1300-1800 человек. Это были ближние кисты. И 18 тысяч это были дальние кисты. Это наши предки ногчи. Чувствуешь разницу между 18 тысячами и 1300? Опять же, я не говорю, что они называли вас. Видео всех грузинских профессоров, историков, которые я сейчас буквально месяца не прошло,
загрузил. Это грузинские ученые говорят, что дзурдзуками называли предков чеченцев и ингушей. Отдельно они не называют, потому что они знают, что до 17 века такого понимания, как ингуши, не было. А до 1860 года не было никогда никакой автономии. То есть не было области отдельной. Ну, это ты можешь посмотреть. Это как бы не от меня. Так, ну, твоего ума нам... Так, дзурдзукче оставим. Это не мне вопрос, правда дороже. Башлам, ассалам алейкум. Вчера был вопрос спорный. Имам Чечни и Дагестана и Дагестаночни. Вообще называют имам Чечни и Дагестана, Шамиля. Потому что Дагестан после того, как он пал, имам Шамиль со своими там 3 или 4 человека пришел сюда. Дагестан в то время уже был полностью под влиянием, как таковой под российским влиянием. И новое восстание, выбрав его имамом уже Чечни, стало имам Чечни, и отвоевывать начали Дагестан, горную часть Дагестана, вы на карте видели, Чечни и Дагестана. Но, возможно, дагестанцы пишут имам Дагестана и Чечни. Это для меня никакой разницы нету, честно сказать. Но имам Чечни и Дагестана везде у нас написано. Что касается имамом Кавказа, это был первый имам Кавказа, шейх Мансур, потому что там от самого Азербайджана и до самой западной нашей части он возглавлял людей, все, кто за ним шел, это уже, я говорю, последний период его жизни, кто шел за ним, это были все, в основном, народы Кавказа, в основном. Башлам, без оскорблений, что я отвечу, и ты покраснеешь. Я не покраснею, без оскорблений. Ты написал первый. Веди нормальную культурную речь, ты меня никак не сможешь оскорбить. И я не покраснею. Если ты будешь материться, я тебя просто домой отправлю. А так ты можешь зайти, никаких проблем с этим нет. Итак, задонатил брат Адлан, да, Саадуэл, огромная благодарность, неважно сумма, огромная благодарность всем, кто помогает нашему каналу, кто поддерживает нас, за вашу поддержку. Если бы не вы, как говорится, мы бы не смогли бы вести свою работу. Правда, что раньше до Каспийского моря жили чеченцы, правда. Давай, ты уже давно ниже, но исторически-то источники-то сохранились грузинские. Что ты вообще имеешь в виду? Один башлам умный, все тупые. Не все. Походу, у тебя проблемы. Вот у тебя вопрос с тупостью и вообще с этим принципом. Тебе внимание нужно. У тебя бы жениться со своей женой, может, она бы тебе внимание обратила. У тебя, походу, проблемы с этим. Раз тебе никто внимания не обращает. А других я никогда никого не оскорбляю и не называю тупицами. Псевдогрузинка. Софика псевдогрузинка. Софика, если ты здесь, зайди, пожалуйста, в эфир, отправь запрос, докажи этому тупице, что ты псевдогрузинка или нет. Софико, сестра, отправь запрос, пожалуйста. Он говорит, что ты псевдогрузинка. Просто пару слов скажи и потом выйди. Можешь даже лицо не показывать. Докажи этому нарнийскому чувачку, кто ты есть на самом деле. Мы же один народ. Прямо слышно было ингушей, которые отрицали это. Так что конфликт не только в каком-то узком кругу, а намного масштабнее. Один народ, об этом сейчас уже никто не говорит, к сожалению. Ингуш, дзурдзуки, это мы, дзурдзуки, не дай бог. У нас же тейп есть дзурдзуай. Абсолютно верно. Я Маргашвили, Нохчи, Мурат Далсидойл. Башлам, кто такой Татоев? Насколько я знаю, это бывший историк. Я знаю про Татоева, опять же, еще раз, уважаемые друзья, все ссылки, которые взял Татоев, оскорбляющие, которые там указывающие нас, он взял не у этнографа профессионала, не у историка.
Эта информация взята у Лаудаева. Лаудаев был царский офицер. Никакого подтверждения или оригинала его материалов никто не видел. Он много чего говорил. Хотя нарнийский генерал стратегического назначения пытался всем навешать лапшу, и он говорил, что якобы, что Лаудаев находился по всей территории Чечни, раз он офицер, он был на всей территории Чечни. Я хочу объяснить. Может быть, нарнийцы для начала начнут искать, прочитают автобиографию. Во-первых, Лаудаев никогда в жизни не был дальше крепости Грозная. Посмотрите его автобиографию. Никогда. Ни в Дагестане не был, ни в горной части не был. Сам он жил недалеко от крепости Грозная, учился в Санкт-Петербурге, потом учился там в Ставрополе, нынешний Ставрополь, и он больше относился к этой части. И плюс он был царский офицер, который провинился и реабилитировался за счет того, что, собрав вот эти сказки, байки про чеченский народ, такой плохой, такой нехороший, выслужился, и его реабилитировали. Можете посмотреть. Ни один достойный представитель Нохчи народа не назовет его ни этнографом, ни историком. Он не был ни этнографом, ни историком. Вполне возможно, для своего времени он был образован, и он был царский офицер. Этим все сказано. Благодаря ингушам, которые пошли в Чечню и ассимилировались, братья-чеченцы получили много привидений, в том числе великую историю. Вот кто-нибудь послушайте этого человека. А потом будут говорить, что это я. Чеченцы, мусульмане, мне братья. А националисты, это горе для нас, в том числе националисты, твои подписчики. Ты... Ладно. Не хочу опускаться до твоего уровня. Как вам повезло, сыну, как вам повезло, братья. Башлам, видел видео одного дагестанского маргинала, который приравнивает Шамиля к 5-му праведному халифу, настолько они излишествуют. Жалко, что они 5-го праведного халифа оставили, предали, и ему пришлось сдаваться Борятинскому. Женат я или нет, это мое личное дело. За меня не переживай. Башлам, брат, расскажи побольше про связи акинцев и дегорцев. Очень интересно, у меня дед дегорец был, погиб на войне с немцами. Свободный. Но я очень много материалов опубликовал. Вы можете посмотреть чуть-чуть, буквально там 10-15 публикаций спустите. Я сейчас дословно не помню, но многие говорят, что прямое родство между нохчийцами, Нохчи-Тейпом, Лам-Эккой и дегорцами прослеживается, и что они являются непосредственно вели родство, как говорится, с дегорцами. Ну, вот видишь, что мы делаем с теми, кто матерится? Ну, вот видите, умственные отсталые, мы что делаем? Берем вот так. Домой. Следующий на подходе Инг 06 23 14. Вся ваша проблема в том, что вы можете обсуждать женские гениталии. Я с тобой общаться и не собираюсь. Я тебя просил. Ты кто такой, чтобы меня просить или не просить? Так, дальше. Дальше. Даяна, Дейлда, Даяна. Так, дальше читаем. Я перед тобой извиняться не собираюсь. Если я кого-то обижаю в своем эфире, мусульман, я прошу ради Всевышнего Аллаха прощения, если я вас каким-то образом обидел. А остальное
я перед какими-то среднего рода неизвестными вещами не прошу прощения. Я никому не заходил, никого не оскорблял и не собираюсь. И прощения просить у кого-то за что. Так, дальше. Лаудаев Нинохчи, я лично скрупулезно искал его родословную, не нашел не только родословную, но и из какого-то... Аслан Астемиров, я нашел, в отличие от тебя. Но, поэтому Шинрай это исконно Нохчи тайп до Алмадац, Балдыгдиш. Не такой большой тайп, но исконно Нохчи тайп до. Поэтому, как отдельно про тайпы я много не рассказываю, а если набираю материал, я их публикую. И, иншаллах, если я про Шинрай еще не написал статью и про Шинрай, и про всех остальных, и Мулкуа, и так далее, я сделаю публикации. Про многие тейпы я написал, но не всех, видать, еще написал. Вот. Дальше. Вопросы. Ибрахим, если есть в Ютубе вопросы, задавайте, чтобы я смог ответить вам на них. Зурдзук, оставь. Во-первых, его нету. Я его заблокировал, убрал. Достойные люди ведут достойную дискуссию. Если бы он нормально спрашивал, я бы нормально ответил. Вне всякого сомнения. Но кроме оскорбления, лжи, больше ничего нету. Потом мы же мусульмане, попроси прощения у меня. Зачем мне просить у каких-то утырков непонятно. Я его в эфир звал. Я сказал, выложи свою аргументацию и покажи, где я не прав. Я тебе ответил, Башлам, не в курсе, почему до этого на разных видео место кладбища в Хайбахе представляли как место сожженной конюшни, хотя конюшня была там, где сейчас мемориал. Это, послушайте, свободное время. И брат Заурбек задонатил. Заурбек, Аллах дал саадуэл. Огромная благодарность всем, кто не забывает. У нас уже 4 человека задонатили. Огромное спасибо за поддержку, за то, что не забываете поддерживать меня, наш канал. Без вашей поддержки, как говорится, было бы невозможно проводить свою работу. Вы знаете, что вообще блогеры, они по сути своей или реклама, или на поддержке вашей вы делаете нашу работу эффективно. И как у вас получается там, с донейшеном или со всем остальным, вот, это очень сильно влияет на работу нашего канала. Вот. Не только вообще канал любых блогеров, российских и так далее. Вот. И несмотря даже те, кто в Ютубе пытается донатить и помогать, даже с Европы находят возможности некоторые братья и сестры донатить. И Ибрахим на Ютубе разместил ссылку, по которой можно задонатить. Ассаламу алейкум. Мамаев 3 семерки публикует видео с захоронением в пещерной очень труднодоступных местах. Я знаю, я об этом сказал. В пещерах очень трудоспособность. Как считаешь, почему так поступали? Было вроде более доступные. Мелкишнш нет. Это периоды разные. Вполне уверен, если мы... Я знаю, это наш брат, я с ним общаюсь, он скидывает ссылки. Один из наших лучших спелеологов, так сказать, наших даже можно добавить и краеведов. Ребята, которые... Огромная благодарность им. У них есть еще и группа Ламберт. Я беру часто их материалы, публикую, чтобы вы ознакомились. Поэтому два раза пришло одно и то же сообщение. Вот. Гротовые захоронения, пещерные захоронения. И я думаю, что это более раннего периода. Не забывайте, что все-таки мы являемся автохтонами этих земель. То есть в пещерах
хоронили более ранние периоды. Вполне возможно из-за этого. Вполне возможно, что из-за малоземелья. Поэтому все может быть. И все это возможно. Из-за этого нужно смотреть. Возможно, что это захоронение во время язычества. Не забывай, что в основном все это, эти захоронения, мявкишниш, как ты говоришь, они же были доступны не всем там. От каждого села свои были захоронения. Чем больше людей было, а в горах хоронить земли, все, как ты знаешь, не так много. Поэтому вполне возможно из-за этого хоронили. То чувство, что адыги пришли из Европы в Крым, а из Крыма в Черкесию, а это говорю... Нет, адыги пришли так же, как и мы. Предки адыгов являлись хаттами или хеттами их называют. Они пришли тоже из Месопотамии. Кстати, они там были по соседству тоже с нами. Имеется в виду, с нами я отождествляю нас непосредственно с хуритами или уратийцами. Вот поэтому непосредственно адыгейцы до формирования европейских наций давно существовали с древности. Кстати, у них тоже точно так же очень богатая история. И они являются не пришлым народом, они являются автохтонным народом. Кому бы, как бы это ни нравилось. Что касается Крыма, я про Крым не говорю. Крым, это уже надо изучать. А могло ли это быть период оккупации? Просто это захоронение. Оккупации. Я знаю, Муаз, я еще раз тебе говорю, я с Масаем общаюсь, мы знаем, прекрасно знаем все, что касается, что делает Умар. Оккупации, какой оккупации ты говоришь именно? Будь поконкретнее. Во времена Тамерлана ты говоришь, или во времена сейчас последних войн. Опять же, если они сдадут эти кости на тест ДНК, все будет понятно. Когда умерли, что, это будет уже понятно. Сколько лет этим костям. Так я тебе сказать не могу от себя. Но я еще раз говорю, ранние захоронения, пещерные захоронения, это ранний период истории. То есть очень древний период истории. Нужно изучать. Я не могу сказать, и он не может сказать, откуда и когда они были там похоронены. Абхазы и Абхазии коренные, да, конечно. Лиза, тоже привет. Отвечаю на все вопросы. Если кто-то отправляет запрос на прямой эфир, я принимаю. Главное, чтобы не матерились. Главное, чтобы общались культурно. Я готов разговаривать и общаться. Я всегда всех принимаю, вы же видите. Главное, чтобы все было в рамках культурного общения. И благо сейчас уже на канале YouTube появилось совместное, можно видео делать, то есть можно одновременно там приглашать кого-то. Это тоже мы постараемся, вот сейчас с Ибраимом работаем над этим, будем проводить и в YouTube тоже, поэтому никаких проблем нет. Ведите себя культурно, ведите себя нормально, и никаких проблем нету. Любой человек может отправить запрос. Вы же видите, вот здесь камера, нажимаете прямой эфир, и можно пообщаться. Никаких проблем с этим нету. Я же... Это стримы. Провожу стрим, отвечаю на вопросы, провожу дискуссию. Если кто-то отправит прямой эфир, провожу дебаты, выслушиваю, отвечаю свое мнение. Когда присылают donation, благодарю за donation. Что еще нужно делать? Как обычные стандартные стримы. Будь он Вася, Петя, или Гаджи, или там, не знаю, Тамаз, там, кто бы он ни был. Ко мне в эфир приходили, и Сюли приходили, и Кумыки, Гумки приходили, и грузины приходили, и осетины в прямом эфире были у меня. Ну, с кем, кто отправлял запрос, я у всех принимал. Ну, ингуши, само собой, были, и немало. Ну, правда, там всегда в основном бывало так, что они проводили нормально со мной дискуссию, а потом просили удалить видео. Потому что у них возникали проблемы, потому что я с ними нормально общался, и они со мной нормально общался. А этого, как видать, им не всегда понравилось. Вот.
Я никого специально не удаляю, ничего такого. Андрей КВ. Доброй ночи. Как вы относитесь к блогерам Артем Плата и Злому Грузину? Они тоже делают ролики на исторические темы. Андрей КВ. Во-первых, что касается Злого Грузина, он убрал все свои ролики, касаемо нашей истории и чеченцев. Он принес извинения, больше мне о нем говорить не нужно. Он, во-первых, не грузин, он по матери там, он говорит, что я чувствую себя, он осетин, кударец, Кулумбеков, фамилия его. Он просто добавил Швили и стал Кулумбекашвили там. Что касается Артема Плата, я не знаю, как к нему относиться. Он со мной связывался, говорил, что якобы мои подписчики его там оскорбляют или что-то. Я сказал, если у тебя есть желание, во-первых, я никому не говорю, никогда не говорил, чтобы кто-то из моих подписчиков оскорблял, ни Артема или кого-либо угодно. Вообще никогда не было. Я считаю, это низко было бы с моей стороны такое. И если он хочет об этом поговорить, пускай придет ко мне в эфир, и я перед всеми в прямом эфире с ним отвечу. Вот был один разговор, когда мы в директе общались. И второй раз он там рассказал про то, что там Деникин говорил, там про Чечню. Ну, я это в пух и прах разнес его, сказал, если есть желание, если ты хочешь доказать на книгах того же Ермолова, того же Деникина, давай поговорим. Все, вот такой разговор был. Он не пришел, он не ответил. Потом где-то он что-то там про меня вякал якобы, но больше мне как бы не было. Кто он? Я уверен, он не историк. Это не его специализация, но это очень выгодно. Это очень выгодно. Это, ну, по крайней мере, эта тематика не только для него, вообще. Та тема, за которую платят, она всегда выгодна. Но я более чем уверен, я видел его разговоры, то, что он рассказывает, это не история. Там, с бумажки зачитывают, а потом, когда ты начинаешь проверять, он то ли блогер, который там ездит по разным странам, снимает, рассказывает об этом. Я не знаю, как их называют, но он точно не историк. Вот. Но он очень сильно взялся вот за это межнациональное отношение между Ингушетией и Осетией, но я туда не влазю. Это главное, чтобы он не трогал чеченцев, а остальное мне до него дела нету. Башлам, ассалам алейкум. Кто такая Зарема, историк? Нас упрекает Бузуртян. Да, я знаю, за что и как Зарема. Ну, она сейчас вроде бы ее... Но я не хочу сейчас про нее говорить, как в каком-то плане плохом. Есть материалы, которые она опубликовала. Может быть, она достойный историк, но не знаю. Видать, у историков есть одна проблема с этим. Давай я тебе помогу. Смотри, как я тебя вместе с твоим утырком. Давай. Ты своего сына накорми булочкой и спать уложи. Нечего тебе и твоему утырку здесь делать. А что касается моей внешности, ну, я такой, какой я есть. Я, в принципе, рост у меня 1,90 м, я упитанный. Такой, как Всевышний Аллах меня создал. Похудею, буду худым. А сейчас в меру упитанный, в меру воспитанный. Думаю, что это вполне нормально. По крайней мере, меня никто армянином не назовет. И так далее, и так далее. Вот, понимаешь, я такой, какой Всевышний Аллах меня создал. Так, дальше. Нет, ну, мне некогда терять время на всяких балаболов, лжецов, которые не имеют мужества написать ни имени, не поставить ни своей фотографии. Зачем я буду уделять внимание каким-то нарнийским утыркам? Ну, видите, комплекс неполноценности, что поделаешь. Я один раз, два раза оставил, вижу дальше оскорбления, зачем я буду дальше продолжать дискуссию?
Дальше. Ну вот я показал, я мог показать книги грузинских ученых, Гольштейна, Маргашвили, тоже книгу там Хасана Бакаева, который ссылается, все ссылки, которые у него есть, в основе своей, они на источники непосредственно или грузинские, или армянские, или там других наших соседей, откуда появился термин дзурдзук. Аллах Дейрес Хейлсун, да, Духу Ахуэн, он для работы очень сильно помогает мне. Один из лучших, можно сказать, сынов и представителей нашего народа, которые помогают мне для работы вести этот канал. Честно сказать, я не ожидал, он как-то появился, когда Всевышний Аллах помог. И мы с ним сейчас мутим один проект, скоро, я надеюсь, опубликуем, и вы узнаете. Что касается этого материала, который я опубликовал, фейк написал, опять же, конечно, коренные дзурдзукчи, касающиеся Себастьяна. Опять же, мне скинули, они увидели, да, этот чат, где группа называется «Кавказский фронт», и они говорят, что якобы Себастьян там был в Турции, увидел кого-то, адыгов, и говорит, ингушей, и оттуда взял, и говорит, поет на Дечикпандуре. Однако Себастьян, в его личный блог вы можете зайти, он женатый, есть 5 детей, он христианин, он изучает не только чеченский, он изучает разные культуры и их музыкальные инструменты. Ему очень сильно по душе чеченские инструменты, чеченские там скороговорки, язык он учит. И я закидываю, чтобы вы ознакомились, потому что с творчеством Себастьяна, который начал играть на чеченском Дечикпандуре, я вам как бы показываю часто, и тут ничего такого нету. Ну, ложь, фейк прислали, и мне пришлось опубликовать. Я думаю, он подписан, я на него подписан, и он увидел. И многие ребята, которые знают Себастьяна не понаслышке, а у нас есть общение с ним, посмеялись дружно и показали, что это ложь. Очень много материалов, где на разоблачение приходит. Но многие вещи я просто-напросто не берусь, потому что мне уже на самом деле стыдно. И музыку я разоблачал, и книги я разоблачал, и песни я разоблачал, и ковры я разоблачал, то есть истанги, которые делают, говорили там, и башни я разоблачал. Я уже чем только не занимаюсь, разоблачением там, то восточных нордийцев, то западных и так далее и тому подобное. Поэтому для меня хорошее общение — это когда люди заходят, разговаривают нормально. Я с ними со всеми нормально. Но если врут, мне приходится говорить. Что касается кистинцев, которые живут в Панкисе, Панкисском ущелье, я об этом вам много рассказывал. Это часть, они, так сказать, монолитно влились в историю Грузии, но они этнически чистые ногчи, вне всякого сомнения. Название и имя кистинцы вот на протяжении последних 200 лет они как поселились, так и сохранили это название. И они единственные кистинцы, которые исторически сохранили название. Несмотря на то, что их называют кистинцами, они этнические ногчи. Вот. А то, что 200 лет тому назад они поселились в Грузии, в Ахметовском районе, тут ничего нету. Это наоборот, таки хорошо, очень даже хорошо. И сегодня для хороших братских, соседских отношений это наоборот даже больше от этого плюса, чем минуса. Вот. Их где-то 1010, от 7 до 10 тысяч сейчас проживают в Грузии, и 1010 где-то они проживают и в Европе, и некоторые проживают у себя дома здесь, то есть в Чечню начали приезжать и жить здесь.
С одним из них я, как говорится, с братом знаком. Вот мы должны поехать. Вот-вот, наверное, уже ближе к весне поедем обязательно. Или весной, или летом поедем в Панкийское ущелье. Хотели мероприятие там сделать для наших братьев-кистинцев. Там, спортивное или что-нибудь такое. Посмотрим, это как получится, как говорится. Правда, что до Кавказской войны чеченцев было 14... Нет, неправда. Неправда. Чеченцев 14 миллионов не было. Это неправда. Это уже ложь. Дальше и отвечать смысла нет. Человек, осуждающий внешность других людей, ничтожество, внешность переменчивая, суть ваша дерьмовая будет по жизни с вами. Абаеву 089 ДРС. Ну, не понимают люди, я не знаю, как еще можно сказать. Мне не нравится сказка создания про нас. Мне откуда мы пришли, мы жили с вами Хазар Ваухи. Войнохчи мат битсби кайда дергдиц. Да мегар. Войнохчи мат битсбина кайда дергдиц да мегарду. Чечен нето. Дуи. Чечен это. Думяцуна, этна, дуа. Чечен этна. Нохчимат битсабина, нохчимат таха маргалицера. Маргалицера, вая кирендинаду, вая цудина, даушту, кирендина, вая иньер, иза кидолж диношкаха, нохчимат таха. Дича, лул хуашна, муастришна, вайн хаи, вайн цаун дитса дели, абюч бол, нохчимат та цаун хара, нохчи хагуль, нохчи вай цатобаин ад архбайт, но ба цаудунина да хайт диз, вайн хуштек хайт диз, вайн муахка хайт биз, вая аудал доци хайт диз. Адюч дега хметти цанна кипар доштат. Хун битна вай мат, идиан багарч, шадек диашту кой. Кериндина хавула цудина аст бекц эн нохчимат битсермо. Цудина нохчимат табия дис хулш датсон. يقي كان سعدوش دوش أحينسا يا أحاسونسا ألغاچوا ويهون سوما نوخشي وات سخاسون يسا نوخشي وات يسا تيب دات يورت يات لام بات تخم دات يا نوخشي قام دات بوشوسا سوقيش وات شو уэльнешк бодик дич. Баслам, они врут много для того, чтобы мы какие-то крупицы упустили, и на этих крупицах они строят свою историю, так что в пух и прах надо разносить их сказки, даже незначительные. Любая ложь будет опровергнута по мере возможности. Ассалам алейкум. Наш тайп Шинрой, выходцы откуда? Дай, пожалуйста, ответ, брат. Ва алейкум ассалам. Шинрой согалцев аллаха Шаройский район Ирбуми Ачусо. Я могу ошибиться. Согалцев аллах. Надо посмотреть, я тебе более подробно потом напомни мне в директе, я отвечу тебе. Сейчас просто-напросто 175 тейпов. Всех не запомнишь, могу перепутать. Тем более Шинрой, Шарой, Масит душ наше, голова куется. Юртан меттан öl аул эльждик хирдатер. Öl это то же самое фактически, это персидское слово. Юрт это тюркское слово. Поэтому тут никакой шикрой был шарер, не спал до назароне. Шинрой оух я будер. Нет бах. Сандхой ламан хуордон. 175. Это не считая инородных. Хотя некоторые говорят, сейчас игары начали называть тейпами за 200 дубов. Ашам будешь? Я не могу, к сожалению. К сожалению, даже гары начали называть тейпами. И к чему это только, я не знаю. Ни до чего хорошего Хатиев это не доведет. Пха чеченское слово, да. Село думяцу пха. Пха не исту Омар Галаев, не избах. Да, юрт это тюркское слово. Если я не ошибаюсь. Но кочевые племена использовали их в основном. Численность
Численность нахчийцев 3 миллиона. Ну, приблизительно так. По всему миру, если ты говоришь. Но это не показатель, честно сказать. والله صنعت شيء سيحتري يحسبت قدقي ألم شاوك وروش شاوك بوغدو и хочешь асанна дейгума бошам дать. Если хотите конструктивный диалог, пожалуйста, вы пришли ко мне на стрим, а потом турки на данный момент называют своих села юрт. Да. Андрей Ибраим. Тест показал родство Шинруай, Циечуай и Мерджуай. Андрей Ибраим. Так, это лишний раз показывает, кто такие Циечуай и Мерджуай. Шинруай Цен Нохчихальч из Сахуля. Ну, логические вещи мы говорим. Так. Батарейки. Надо. Так. Вопросы задавайте. Время от времени геопозиция хейти шоу. Основания. Нет, не смотрю. Я турецкие сериалы не смотрю. Ну, вообще, редко смотрю какие. Откуда изначально пришли нахские? Нету такого слова нахские. Это неологизм, то есть выдуманное слово. Нахчийские племена. Такое слово есть. Говорят, что потомки семитов сели на Кавказ. Не могу сказать, что потомки семитов это не про нас. Если ты говоришь, это про семитов рассказывал Муса Зурабов. Хотя есть такая легенда, но она не подтверждается, потому что не все относятся к семитским племенам. Поэтому маловероятно. То есть небольшое количество может и есть от семитских племен, но не все. Башлам, ты слышал о мифе, что Уарстхуа переселились с Карабаха, ведь это неправда. Ну, во-первых, у Уарстхуа нету такой национальности. Еще раз повторю тебе. Это раз. Во-вторых, если ты говоришь Уарстхуа как Нохчи, то да, с Карабаха переселились, потому что потомки Ноя. Оттуда вы переселились. И это верно. Поэтому надо называть все своими именами. Если ты говоришь в то время, когда переселялись с нынешнего Карабаха, понятия как Уарстхуай не было даже. Названия такого не было. Формирования даже не было такого. Так, Башлам, ты, кстати, не слышал про древний аул Нашхуай в горах Лам-Эхка. Об этом Ашаев пишет в книге «В сердце Чечни». Нет, аул Нашхуай в горах. Нашхуай юрт, отдельно Нашхуай юрт орса. Нашхметте Гюйхасун не слышал, но Халида Ашаева прочитаю обязательно, посмотрю. Вполне возможно, что есть. Кал, например, айти кал итум охугала, это тоже тюркизм. Моя ава, как тебе? Гал это тюркская башла. Вроде бы гал кала юмячуса, но гал вроде бы говорили уральское, я точно не помню. Вроде бы тюркский дом гала. Гала, кала, если это одно и то же, то тюркский. Ассаламу алейкум, Башлам. Маркал, за твои труды. У меня есть вопрос к тебе. Дышни, мулхуа, чинхуа не входили ни в какой тухум. Почему, Баркал, тебе? Отвечу, Валид. Во-первых, дышни входили. Часть дышница входили в состав Нахчмахоевского, то что веденские дышни, они входили в тухум, Нахчмахоевский тухум. Как такой в союз входили, потому что они в этой местности. Что касается дышни, отдельно тейп, который в Тум-Калинском районе, дышни, мулхуай, чинхуай, нет, это большие тейпы,
которые самодостаточные, и они в западной части 10 тейпов в основе своей, почти что все 10 тейпов, они из Запада. Ваппи, Молкой, Дишни, Кей, Лам Ахки, они все западные. Это вот прямо недоступные места фактически. Майстой. Все эти 10 тейпов, которые и Балой, они не входили в состав. Понимаете? Они, Нашхуай тоже, они не входили в состав. Однако формирование даже нашмахоевских тейпов в Тухум, не забывайте, что именно все они из Нашхи ушли. Те же Алруай, Эшба, Цуантруай и так далее и тому подобное. Они ушли с Нашхи и сформировался уже в 19 веке появилось название Нахшмахой. Эти все названия, они более позднего периода. Тухумы, формирование, это 19 век. Даже 20 я бы сказал. Потому что Мамакаев там взял у какого-то, они взяли на основе Дагестана. А в Дагестане разные национальности. А у них разный язык. Вот это слово тухум взяли оттуда. У нас так не говорили. Вар, верс, димту. Уральское считается димту. Вар, олвей. Вар, гар, тейп. Вот так. Они сформированы, большие тейпы, они самообеспеченные, они находились в той части, где в принципе объединяться как таковой для того, чтобы обороняться от кого-то, не было нужды. Как таковой. А что не входили боги, да, Дишни Веденские входили. Они были с остальными нахчмахкоевцами. Откуда мы знаем, где причалил ковчег Ноя? Не делайте такие. Я не знаю, где находится ковчег Ноя, я такое не говорил. Спасибо, просто мне один говорил, что мы другие, что нас приняли нахи, типа поэтому спросил. Еще раз повторю, нету слова нахи. Это выдуманное слово Мальсагову. Нахи, вайнахи, это выдумка, это слова, которые выдуманы. В 20 веке, еще раз повторю, как простое слово вайнахи, вайнах, луларнах, гергернах, оно есть, но слова нахи нету, это неологизм. Пожалуйста, повтори ответ вопрос о семитах, у меня эфир вылетел. Я уже ответил по вопросу по семитам. Не все являются. Есть такая легенда якобы о том, что какая-то часть пришла там из семитских племен. Якобы какой-то, но она не подтвердилась. Что касается, относится ли к семитам, если ты говоришь на генетическом уровне, допустим, то получается это только J1 и J2. То есть J1 и J2 должны быть потомками нахов. Нахаба, семитов. Вы должны понять, семиты это арабы и евреи, чтобы было понятно. Семитские племена. Поэтому здесь небольшой. А Нохчи состоят еще из других ДНК. То есть L3 есть Q, поэтому, ну и T есть и так далее и тому подобное. Очень редкое T. И G есть. Поэтому не все там можно говорить. А легенда о том, что там пришел какой-то араб Али, вот такую легенду, это у биржи где-то зафиксировано, она есть. Опять же, это всего лишь легенда. Основываться на нем сегодня, если брать ДНК, генетику, то это не подтверждается. И плюс ко всему, с учетом того, что являемся автохтонами, сколько это должно быть. То есть в основе своей название Нахчи это потомки Ноя. Это Нах, народ Ноя. Об этом свои работы проводит и сам непосредственно Хасан Бакаев, я с ним полностью согласен. Да, над этим работаем. Нах, чей народ местности это и так далее. Но основа его считается как народ Ноя. Урус-Мартан, откуда название, как Урус-Мартан, злободневная сегодня тема, да, название рассказывали, этнонима, якобы эта местность была, потом основали там военную базу, где находились тейпы Гендер-Гнуай, Бе-Нуай и так далее, остальные урус-мартановские тейпы осели в этой местности и по соседству там были. Вообще,
по Мартан, по речке Мартанга. Март обозначает там мужское. У лингвистов нужно спросить, я не хочу сейчас ошибиться. Валлахи, я уже столько историй слышал про вас, что сам в шоке. Что сама в шоке. Не знаю. Дальше. Не верим. Так, от кого произошли чеченцы, от какого племени? Мы не произошли ни от какого племени. Мы произошли от потомка, от пророка Нуха, алейхиссалам. Если там дальше хуриты, уратийцы и так далее и тому подобное. Башлам, я не войнахистский, я тебе вообще говорю. Просто у нас гаплогруппы семитские. Есть и гаплогруппы семитские. Опять же, как говорят ученые, они говорят, что они не имеют никакого отношения, по крайней мере, я не знаю, за соседние регионы я не буду говорить, но ученые, которые рассказывали про J1 и J2 наш, они говорят, что они не имеют отношения к семитам. Если у них, если они говорят ложь, значит, все, как говорится, елгу. Но как и в любом народе, по сути, везде разные гаплогруппы. Абсолютно верно. Башлам, Атайп, Нашхой, кому по ДНК близкий, не знаешь. Ну, как может Тайп Нашхой быть кому ближе? Ко всему ногче народу. Всех J2, Т, J1, Нашхой есть там. Еще не все сдали, я не знаю. Свободный волк, Адух Вахаг. Ной не мог быть семитом. Вот я не знаю, как тебе объяснить. Ной четвертый пророк. Семиты появились после пророка Ибрахима. То есть, когда был Ной, еще пророка Ибрахима и не было. А от пророка Ибрахима начинаются два семитских этноса. Это арабы и евреи. А Ной был четвертым, он был раньше. Некоторые там называют, язык его никто не знает, арамейским его считают язык, более древний, чем появились. Но в Торе он записан как Нух. Это есть. Муса и так далее. Но они это называют всех пророков евреями фактически. Ибрахим Бузуртанов говорит, что чеченка вышла замуж за ингуша от давления Шамиля. Шамиля это в скобке. Чеченка вышла замуж за ингуша от давления Шамиля это в скобке. Я не знаю, не понял вопроса вообще, какой-то непонятный вопрос. Все мы путями, все мы путями хотят присвоить, но грузины не дают. Книги каких авторов посоветуете почитать о заселении Кавказа и какие народы являются коренными? Ну, какие народы являются коренными, тебе нужно читать грузинских авторов в основе своей, ну, или же антропологов, таких как Блюменбах. Там то ли 7, кажется, народов, которые являются автохтонными. Вот. Работы Блюменбаха, немецкого антрополога. Также Мравелли, у него есть Картлес Хауреба, тоже есть. Но я даже не знаю, кого тебе назвать, чтобы заселение Кавказа, как таковой отдельной книги я не видел. Башлам, ты смотрел видео в YouTube, что я тебе скидывал? Какое именно видео? Просто все народы уже произошли от Нуха. А тут уже, да, возможно, все народы произошли, но нет, не из Передней Азии, с Ближнего Востока наши корни. Про группу Г у сванов или у черкесов, адыги говорят, что больше у них, я не знаю, за других говорить не буду, но гаплогруппа у нас тоже есть. Башлам, у Тайпа Мушха есть разная кровь, L3, J2, еще слышал, что мы ни одного предка от одной местности произошли. Ну, вполне возможно. L3 же намного древнее, чем J1, и так почему вы возвышаете эти J, говорит 06. Во-первых, я никогда не возвышаю. Во-первых, это всего лишь гаплогруппа. L3, J1, J2, Q, разницы нету. Они идут в алфавитном порядке. Я еще раз говорю, я никого не возвышаю. Это всего лишь показывает родство, не показывает национальность.
Кто старше, кто младше, вообще гаплогруппа А старше всех. Вот от Адама считается. Но все же я этого не говорил никогда. Я никогда в жизни не возвышаю ни одну группу. У Джей 17 тысяч только. Нет, неправда. Джей 2 и Джей идет 35 тысяч лет для начала. Если так покопать, мы все же от Адама. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Еще раз говорю, у меня нету привычки, когда кого-либо вообще называть там, какую-либо национальность называть там. Башлам. Пахрудин Арсанов, помню, объяснял, что общие предки при разных гаплогруппах бывают, что гаплогруппа это как классификация какая-то обычная. Я не знаю, вполне возможно. Вполне возможно. По ДНК разбирается в основном Пахрудин. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум муду халде. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Алхамдулиллах, дин думал, что. Но L3 все же древнее. Еще раз я тебе говорю. Нет. Древнее гаплогруппа А. Там или Т, допустим. Они древнее. Ну и что это? Вот поэтому у чеченцев есть гаплогруппа Т. У нашхва есть. Я лично знаю одного нашхваевца, у которого одна из самых древнейших. И что? Башлам, сколько тейпов? Не тейпов. Правильно будет сказать, не тейпов. Сколько пришлых. Ну, в принципе, да, если их сравнивать как народы. Немного. Немного. Ну, может быть, я-то думаю, что... Ну, смотри. Азумки, умки, сюли. Там подразделения под умки есть 3-4. Там. Ну, может быть, с десяток наберется. Некоторые говорят 20, но это уже их личное дело. Так, Башлам. Чеченская земля – это русские земли исторические. Я слышал это от историка русского Жембай Глазинош. Чеченская земля – это русские земли. Русские там, на севере, это Нохчи земля. Но мы входим в состав России. Так что Баглазин Улгас Качунга Шифантик Цаюши Соволчи Хавайтайн Тахас Эйдонсинг. Вот не можешь смениться даже с тем, что... EQ могут быть. Я еще раз говорю. Горец 06. Ну, я не знаю, ты один из тех, кого я сейчас заблокировал. Вот зачем ты мне сказки рассказываешь? Иди к Пахрудину, он тебе расскажет, хорошо? Я лично не вхожу в состав Руснима. Молодец, уко. Уамау, молодец, мол. Знаю, что это личное, но моя бывшая говорила сама, что ей тоже кажется, что они произошли от чеченцев. Я в интернете читал, есть 4, которые смешанные, просто не хочу их правильно не называть гаплофашисты. Хороший термин. А до того не будем людей обижать. Ибра, что там у нас на фронте ютубовском? У нас хвай из самого названия тайпа древнее, наш шир древняя хвай стражи.
Ну, я не знаю, не буду я так говорить, чего, кто древнее. Нохчи тейп, нохчи кам древний сам по себе. Остальное неважно. Наш хуай, там, айс твой, отдельно тейпа, это не моя тема. Мне важен сам этнос наш. А тейпы, это наша история, я ее изучаю, но этот старше, этот младше, этого я говорить не буду. Я знаю, какие очень древние тейпы, поэтому мне как бы нежелательно их рассказывать. Башлам, и Карабах, Вайхила Бухар, Тецо Хасан Бакаев, или я неправильно его понял? Я не понял твоего вопроса. Место, где мы первые расселились, у озера Ван, об этом Хасан Бакаев говорит. Интересно, как Аллах сделал, интересно, что мы все от Адама, от одного предка, но так разделил внешне людей. Этому, да, милость Всевышнего Аллаха безгранична. Гаплопитеки. Самый опасный народ в царской империи. Самый опасный народ в царской империи, который был Башлам. Ненавистным, я мог сказать, опасные. Я даже не знаю, было ли такое подразделение, которое самое опасное. К сожалению, ненавистные, опасные, что касается 19 века, это чеченцы везде. Вот, а дальше сказать тебе, я не знаю, я этому не рад, честно скажу тебе. Опасного народа, я не знаю, в России опасный народ какой-то, чтобы... Таких не знаю. Карабах, Ширван, Нахчиван, говорят, в этих местах изначально жили, потом выше чуть ушли. Ну, это да. Башлам знает, просто не хочет их перечислять. Да, абсолютно верно. Зумсуай, Тумсуай, Чанти, 3 брата от одного отца вышли. Эти 3 тейпа. Ну, есть такая легенда, но это неправда, Анзор. Что мы не ингуши. Мужахо. Галай. Яхо. Башлам, я воюю с норницами запада и с востока. Яхаря. Яхар. Ас ях, хюга ях, ас ханга ях, ас. Те, кто говорит неправду или клевещет на ногчий народ, я с ними воюю. Это есть гибридная война. Они врут, я показываю истину. И все. Дикая дивизия это самые опасные. Это все, конечно. Один по жизни. Ваша про дикую дивизию лучше оставь. Тут с какой стороны посмотреть лучше оставь. Там и ногчи, и галры, и кабардинцы все были. Но я тебе не про это говорю. Там судить по ним, дикая дивизия, там очень сильно раздуто, поэтому не надо. Вот. Раису чукасин видео, я эстир бакинах олшхаснесу. Анзор, это Ахмад Сулейманов пишет, но они не подтверждают. «250 лет уже отдельная нация, республика, парламент, все у вас отдельное, 250 лет уже. Оставь, что ты ко мне прикопался. Как считаешь, возможно ли объединение Северного и Южного Кавказа, объединение разные на огромные выгоды этих для нас? Нет, братан, этого не будет, свободный волк, поверь мне. К сожалению, не будет этого. Я слишком хорошо знаю нашу историю. Валейкум ассалам. Один раз попытались сделать, 2 года вместе не прожили, разбежались. Но она наводила на всех страх пошла. Баша, да не наводила она на всех страх. Ну не наводила. Вот что плохо у Нохчи, у Алла. Мы вот эти вырезки взяли. Ты поверь мне, ты не читал украинских историков,
не читал националистов русских, поверь мне, там вообще другая картина. Это мы только знаем. И все. Песни «Ты дурак», ой, стоп, горец. Ну, понимаешь, дело в том, что вот твое умственное развитие, оно немножко тормозит. Я говорю, песни, где пишут, что это наши, там, или истанги, которые только наши, или башни только наши. Вот люди, которые рассказывают сказки, или все, что с правой стороны Аргуна, это только наши, с левой наши, там щиты только наши. Я эти людей, которые врут, рассказывают сказки, я их разоблачаю. То есть арпич будто да говорит, хуях цаха сон, фут дьют сон цаха. Вот, болтать тем дуа, но на уровне болтологии сарюха шадик. Башлам, имам Шамиль что-нибудь говорил про чеченцев ночью? Имам Шамиль много чего говорил, я уже несколько раз это публиковал. Он гордился ими, восхищался ими. 250 тысяч, не знаю, 250 тысяч лет, я не знаю. 250 тысяч лет вообще, был ли ты или кто-либо, вообще не могу сказать. У меня таких глубочайших познаний, как у тебя, 50 тысяч лет, 250 тысяч лет, у меня нету. Дейка, нашли чем гордиться. Русские народы думают, что наши народы кавказские такие дружные, всегда вместе. Вот, они не знают, что на самом деле мы друг друга перегрызем. Извините меня за кусок хлеба. Ну, тут уже зависит, знаешь, это... И в одном селе живут люди, которые... Дикая дивизия убивала свободных чеченцев, не потеряли, убили Зелимхана других чеченцев. Азиях, вот генги гоумаются. Послушайте, это исторический паблик. Здесь не обсуждение души или философии ингушей. Ингуши — это наши соседи, братья. Оставьте, да, ненужные разговоры. Цаюшу. Машлам, расскажи немного про кинский тейп. Ты имеешь в виду Лам Акы? Они очень были воинственны, многие пишут. Лам Акы были очень воинственны. Тут никаких сомнений нету. Очень дикими, воинственными. О них можно много чего рассказывать, конечно. Великолепные башенные комплексы. Но Кейтбах, Уешундас, вот тот же Гайрбеков, муслим, тоже Лам Акэу. Так, только хорошее можно рассказать о нашем тейпе Лам Акэ. Конечно же, они одни из тех, кто с древности всегда воевал, противостоял тем, кто нападкам. Поэтому вне всякого сомнения. Да, я Дуканюсун генеральство, ты, кажется, не смотрел у меня на канале, я же вырезал оттуда. Я все, что касается нашего народа, вырезал, сделал ролик про дзурдзуков, про кюстинцев, про Тамару, все я загрузил, ваша, все. Как и все чеченцы, Бахтвантру. Что все чеченцы, не понял я. Башлам, сколько в Чечне башен? Каких именно башен? Целых или вообще? Как таковое? Башен очень много. Но в Ингушетии более позднего периода башни. Они очень хорошо сохранились. Ингушетии башни в царское время, они не воевали как таковой с Российской империей. И они сохранились. В Чечне они разрушены. В Чечне башен много. Их было, у меня даже количество было при Марковине, где-то за 133 было их. Это только боевые были. Вот, не считая жилых и так далее, полубоевых.
Но у меня есть где-то, надо посмотреть, у меня количество, есть официальные данные советского периода. Комментарии у него там посмотрел. Да, конечно, я эти комментарии начал обсуждать здесь, но многие начали говорить, что комментарии, отвечать на них не стоит. Башлам, ты про Башлам, ты слышал про Аргвеллов, Аргветти? Они имеют отношение к тейпу Аравной? Не думаю. Нахаязычных мага нету, нахчеязычные есть, нахаязычных нету. Гайрбеков хорошо отдал наши земли, а для себя прибрал. Гайрбеков тебе ничего не отдал и не прибрал. Если бы не Гайрбеков, вы вообще бы этого не получили, честно сказать. 1700 башен и останков всего в ЧР. Башлам кест Англии, Каргурду был. Ну, это я слышал. 1700 строений в общем бахуху. Говорится, сказочник ухом. Если разрушено, полуразрушено, то около 400 каждый месяц почти находят новые останки и руины. Башлам, Чеберлоевский, Шатоевский и так далее диалекты сохранились, например, Акинский и на 60% Астхоевский. Смотри, еще Астхоевский сохранился, говорят, 40% ингушские влияния у астхоевцев, я только недавно об этом. Во-первых, Чеберлоевский диалект есть, Шатоевский диалект, не слышал о таком диалекте, но, насколько я помню, а может и есть, сейчас я выскочил. Астхоевского диалекта нету. Есть галанчожский диалект, к которому относится Астхой. Вот, к этому диалекту. Есть кистинский диалект, 7 диалектов и 10 говоров. Вот, это есть. Кто от кого что перенял, я говорить не буду, потому что я не хочу сейчас как бы лазить в эти проблемы. Но я знаю одно, Астхой говорят на своем говоре, это галанчожский диалект. И ни от кого ничего они не взяли. Гайрбеков отдал пригорно, а он взял 3. Во-первых, Гайрбеков ничего не взял и нам ничего не отдавал. Ты просто немножко нарнийский сказочник, ни больше, ни меньше. Наши башни в Галанчоже. У ваших башен в Галанчоже не может быть. Ваши башни. Нету такого понятия ваши башни. Галанчож не был никогда вашим. Галанчож это территория Нохчичу. И всегда было им. А что касается похожей башни, ну, похожие башни, как у вас есть везде, и у нас есть, и везде есть. Еще неизвестно, кто от кого. Посмотри, грузинские ученые говорят, что это вообще они строили эти башни. Им надо возражать. Башлам, какая разница между литературным языком и диалектом? И как был сформирован литературный язык? И литературный язык сформирован в основном из всех диалектов, и это более поздний. Более автохтонный, древний и архаичный язык нашего народа сформирован и является, одним считается, это Шаройский, Чеберлоевский, Кистинский и Галанчожский диалект считается одним из, ну, Галанчожский последний. Вот, среди них является из старых, более самых старых диалектов. А литературный язык наш сформировался в 20 веке на основании всех в основном диалектов и говоров. Какой народ на Кавказе самый высокий? Честно сказать, не могу сказать, не смотрел, честно. Башлам, те, о котором мы говорили, они говорят, что они чеченцы. Много кто хочет быть чеченцем. Башлам, как появились ингуши в Алерике и в Котар-Юрте? Но я вам рассказывал. После появления царской власти, после переселения многих после Кавказской войны заселили, после переселения мухаджиров заселили, после того, как с гор спустили, потихоньку начали размещать и появились таким образом, появились на этих землях. В основном в
Котор-Юрте, в этой области они появились во второй половине 19 века. До этого они не могли там появиться, только в 1801 в начале 19 века они поселились вообще в Назране. Эти башни Уастхой Галанчожи. Ты ошибаешься, Духуаг. Во-первых, в Галанчоже не только Уастхой. Уастхой это чеченский, если ты не знаешь, Паунасвек. Уастхой это чеченский тухум. И здесь их, если не больше, не меньше. Вот наши, это часть Нохчи народа. Это раз. Не забывай, наш, это Галанчожский район, это тоже Нохчи. Все Нахчимахкоевские тейпы с Нашхи. Нахчимахкоевские тейпы. Не забывай. Так что ты немножко ошибся. Если он ничего не сделал, почему вы его так любите? Ты сейчас про кого вообще говоришь? Я не могу понять. Пошла, почему Галанчожский? Ведь Галай это всего лишь тейп Астхойский. Нет. Ну, да, ты права. Галай большой тейп и очень древний тейп. Но Куарствой он не сильно... Это, я знаю, что сейчас люди немножко могут это не так протрактовать, но они все жили по соседству, но Галанчеж Цейцарах. Галай один из самых вот, древних тейпов среди Уастхоевского тухума. Эти башни, еще раз тебе повторяю, не все башни в Галанчоже Астхоевские. Частично. Я видел гусиный колпак. Так, дальше. Если бы Гайрбеков мог что-то отдать или брать, или имел такую власть, он был бы, да. Да, просто люди. Надо просто. Я Уастхой, но не отношу себя к чеченцам. Один по жизни. Ну, ты можешь относить кого хочешь, Ваша. Ты знаешь, у нас Уастхой не меньше, и они чистые ногчи. Они живут и в Шатое, и живут и в Грозном, и в Теркисте, а Масана живут. И они чистые ногчи. Ты себя можешь в Ингушетии считать кем угодно. Здесь кто живет, это все ногчи. Вот. Отдельного народа у Астхой нету. Как бы ты хотел, не хотел, я не знаю. Если ты себя считаешь ингушом, будь ингушом. Если ты хочешь себя считать отдельным народом, карабулаком или Орство, это твое дело. Но научно обосновать, доказать, что ты отдельно народ, ты не можешь ни мне, никому. Вообще. Хасан Бакаев говорил, что считает, урартийцы сами от Нохчи произошли, а не наоборот Нохчему от древней. Может быть, я не знаю. Уайт целого с ума. Пошла, ассаламу алейкум. Я видел ролик, так называемая Танзила ингушка. Она говорит, что Уастхой не ингуши. В Чечне не то, что Уастхой, но ингуши живут. В Чечне живут, есть в Чечне, есть Нохчи Тейп Галгай. Я это много раз показывал, так что ничего. Уастхой, Нохчи, ты к кому относишься? Но это твоя проблема. Я Уастхой, Мержу, я Нохчи. Са Нохчи Буарстаис, да, Духяхвела. Пошла, Аргентина и Франция в финале. Будем болеть за Аргентину. Башлам Галай раньше был центр, поэтому так, наверное. Может быть, всякое может быть. Мы видели, как вы оскорбляли наших, которые там живут. Говорится, ты, это у тебя понятие оскорбления и так далее. Абсолютно верно. Ингуши уже отделяют Баталханджи и Инсоба. Потихоньку как-то перешла опять на тейповые изучения. Не больше, не меньше.
Лакинцы, эки, лам акибая, лам эки наши воины, конечно. Вне всякого сомнения. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо. Один не ел хвай, а тайпан. Да, отвечу, вор. Правильно. Хотел вам одно сейчас зачитать. Ну, смотрите. Согласно источникам предков нахчийцев Нахчи являются древнейшими аборигенами Кавказа и на протяжении большого промежуточного времени вместе с другими народами играли активную роль в истории народов как Северного Кавказа, так и Закавказья. Известно и то, что на протяжении многих веков нахчийцы имели с грузинами тесные экономические и культурные взаимоотношения. Как было сказано, их связывали уходящие вглубь истории родственные отношения, которые отчетливо предоставлены в географии Грузии. Вахушти нахчийцев представляют тремя общинами. Послушайте. Вахушти говорит, тремя общинами. Дзурдзуками, Глигвы и Кисты. По его мнению, Глигвы являются потомками дзурдзуков. Этноним Глигвы автор связывает понятием «обнаженный». Древние грузинские умосели означает «раздетый, обиженный». Термин «дзурдзуки», «глигвы» и «кисты» встречаются на различных отрезках истории почти по первой половине XX века. Указанным термином в 17-18 веках добавился термин в 17 веках появился термин «чечен». В 18-х ингуш, который выражает значение тех же дзурдзуков и глигвов. Некоторые исследователи, как уже указывалось, считают, что термин «чеченцы» идет из аула Шашан, а ингуши от аула Ангушти. Наш полевой материал также подтверждает, что эти термины должны быть произведены от названия сел. Для того, чтобы иметь ясное представление о расселении нахчийцев на территории Северного Кавказа и причинах и процессах их миграции, обратимся к имеющимся источникам и материалам, выявленным нами в архивах Грузии. И в то время еще Чечено-Ингушетии. Здесь же отметим, что часть материалов, которые мы представили ниже, уже рассматривались моими коллегами в своих работах. Однако другая часть впервые относится к научных работ и, как нам кажется, представляет немалый интерес. Боюсь, что если я это все буду вам рассказывать... Расскажем потом.
Много интересного. Ладно, задавайте вопросы. Есть вопросы? О чем сейчас речь вообще? Друзья, вы знаете, что все у нас в онлайне. И желательно, конечно же, чтобы вы, если что-то интересное, я понимаю, что у вас между собой общение, задавать вопросы касаемо. Эта книга, это книга, старая книга. Это книга культурно-этнические взаимоотношения между Грузией и Чечней. Ну, там Чечено-Ингушетия, сейчас Ингушетию убираем, остается Чечней. Маргашвили. Вот здесь источники. Хартлис Ховреба, Вахушти, история Грузии. Там же и дальше уже здесь, конечно же, любимый наш Лаудаев, чеченское племя. Полевой материал, собранный автором. То есть полевой материал это по месту, где они проживали. Здесь очень много интересного. В основном. Так, коллеги, наоборот, как кажется, представляют немалый интерес. Итак, по сведениям, представленной научной литературе, по переселению кисты разделяются на ближних и дальних. Первые, то есть ближние, живут в ущелье Макалдона, притоках Терека, а последние, то есть дальние, по ущельям реки Аргун. Общество дальних кистин в 1801 году составляло 21 аул, 402 двора, 1620 душ мужчин, 1647 душ женщин, всего 3267. Это у нас 1851 год. Вот. Общество ближних кистин сосредотачивается в глубокой котловине, окружающей со всех сторон высокими хребтами, идущими от главного Кавказского хребта и замыкающейся в долине Терека. У Джайрахского укрепления на стыке рек Терека и реки Кистинки. В этом обществе насчитывалось 32 аула. Разницу чувствуете? 402 аула и 32 аула. Какая разница? Они большей частью расположены по рекам реки Кистинки. Самый большой аул состоит из 20 дворов. Приведенная цитата указывает на то, что население, составляющее общество кистов, было не так уж мало. В 1866 году они вместе с джайраховцами... Смотрите, здесь, не забывайте, эта книга старая. Здесь пишется, вместе с джайраховцами, галгаевцами, цоринцами были отделены от акинцев, мирджинцев, административно присоединены к Аргунскому округу. Территория Нагорной Ингушетии назывался Горским участком. Это уже когда был создан Ингушский округ в 1860 округа. Это последняя справка, дошедшая до нас, где упоминается общество на территории Чечни и Ингушетии под названием кистов. Ущелье Кистинки соединяло между собой долины Асы реки Терека. Различными переходами было тесно связано с Грузией. В частности, Туш-Пшав-Хисурети. Вдоль этой долины были расселены Тейп, фамилия, перебравшийся Митхомел-Хестинский Тейп, имеющий собственный диалект, однако понятный кисту-чеченцу и ингушу. Ингушу. Посредством дорог и троп, связывающих Грузию, Северный Кавказ, уже здесь любимое слово, войнахи активно участвуют во всех политических событиях, происходивших на Кавказе. Как указывается Бердзенашвили, большое политическое и экономическое значение для феодальной Грузии имела дорога, проходившая через Двалетию. Именно поэтому
Грузинские цари ее постоянно опекали, тем самым утверждая над ней свою власть. Эта опека, естественно, распространилась на долголетию. Ворота Касрискари, перекрывшие эту дорогу, тоже принадлежала им. И именно здесь, у этих ворот, двалы отражали нашествие со стороны грузинских царей и на раз сбрасывали с себя рабское ярмо, которое последними накладывалось на них. Двалы, речь идет о двалах. Кроме того, грузины по Хивсурски-Тушинской дороге оказывали большое политическое и культурное влияние на дзурдзуков Аргуна. Дзурдзуков Аргуна. Чтобы было понятно, кого здесь опять же называют дзурдзуками? На Аргуне жил кто? Жили нохчи. А кто такие нохчи? Это дзурдзуки. Элементарно. Это выражалось в пропаганде христианской религии среди нахчийцев, которая усилилась в середине века. Вот сейчас здесь по ходу дзурдзуки Аргуна, да, абсолютно так. Это выражалось в пропаганде христианской религии среди вайнахов, которая усилилась в средние века. Подтверждение тому служат христианские храмы Тхабаирда, Албиирда, Таргимский и другие, которые поныне сохранились в этих местах и датируются 11-13 веками. Часть вайнахов, которая проживала в горах, продолжала находиться под политическим влиянием Грузии. В то время, во времена Давида, строителя, царицы Тамар, их вассальная зависимость от Грузии продолжалась и после царицы Тамары. Таргашвили пишет, взаимоотношения между грузинами и вайнахами складывались в двухсторонней основе. Вайнахи для Грузии представляли силу, которую можно было использовать для отражения как внешних, так и внутренних врагов. Кроме того, вайнахи были как бы щитом против нападений со стороны кочующих племен, а также своего рода плацдармом для экспансии Грузии в отношении северных соседей. Ив Джавахашвили отмечает, что Грузия еще с 3 века до нашей эры, имела тесные культурные, политические и экономические взаимоотношения с народами Северного Кавказа, в том числе с дзурдзуками, то бишь с нахчийцами. Постепенно окрепшее грузинское царство с течением времени подчинило себе и народы потустороннего Кавказа, включило границы грузинского государства. Продолжительная близость нахчийцев с грузинами обусловила свободное, беспрепятственное их переселение на грузинские земли. Переселившиеся по собственной воле или же из-за военных действий, они находили кров на грузинской земле. Сельские общины Тушети, Хивсурети, Пшави или Хеви создавали для переселившихся условия для жизни, выделяя землю и так далее. Разумеется, они приносили с собой свои бытовые обычаи, которые видоизменялись под влиянием новой среды. Это имеется в виду там. Нас две республики сделали не без нашего согласия. Махову. Процесс переселения начался еще при царе Парнавазе. Не Фарнавазе, а П стоит. При царе Парнавазе. Не забывайте. Не Ф, а П. Но это так, для понимающих. Его сын Саурмаг же по грузинской исторической традиции половину вайнах поселил в горной Восточной Грузии. Следует отметить, что горцы потустороннего Кавказа испытывали экономические затруднения, недостаточность территории для проживания, неурожайность и беднота побуждали их переселяться. Ган пишет, что они очень бедны и часто нападают на соседних хивсуров.
Зессерман отвечает, что тяжелое экономическое, тут не забывайте, речь идет о непосредственно, кто живет по границе. То есть это скудные земли Итун-Калининского района, Галанчорского района. Скудные, потому что мест для засева, для обработки их очень мало. Здесь об этом речь идет. Здесь Роман ответит, что тяжелое экономическое положение было у чеченских горцев. Особенно общество Мелхиста. Ну, как я и говорил. Население ввиду скудности пахотных земель опускались на чеченские или грузинские равнины и оседало там. Например, население майстинского общества, селение Цахылгой, Тутгой, Погой переселилось на плоскость именно по указанным причинам. Согласно материалам скитского, кистинцы с гор переселяются на равнины из-за нехватки пахотных земель, соли, железа, одежды. Аналогично грузинским горцам они стремились на равнину, что было обусловлено экономическим положением, недостатком земельных угодий. Между тем, равнинный край сам испытывал тяжелую нужду ввиду постоянных опустошительных набегов дагестанских феодалов и племенных вождей. Жизнь нахчийцев не улучшалась, и для выхода из создавшегося положения они нападали на соседних горцев, что не всегда отвечало целям создания собственной экономики. В связи с этим они пытались найти подходящее место для проживания и оседали в основном в горных районах Тушпшавхи в Суретии. Ну и так далее. Сейчас не хочу все зачитывать. Книга просто очень крутая, старая. А в каких книгах взяты эти материалы? «Житие Грузии», «Ган. Путешествие в страну Пшавхи-Суров», «Зессерман. 25 лет на Кавказе», «Скитский. БК к вопросу феодальных отношений» и ЦГИ ГССР. Это Центральный государственный архив Грузинской Советской Социалистической Республики. Фолиант 254 и так далее. Вот такие вот дела. Немножко только зачитал, дальше будет интереснее. Ну, здесь четко указывается взаимоотношения, кому относились, как назывались. Не забывайте, здесь, конечно, там немножко вот в советской манере написана эта книга, но все-таки ссылки очень хорошие, откуда взят материал, чтобы знали. Вот, особенно понравилось, вот такие вот редкие книги мы покупаем. Это все благодаря тем, кто у нас донатит, за ваши донаты. Вот такая книга. Такая она толстая. Вот. Что я хотел сказать. С 3-го тысячелетия Джавахашвили, да? Ивана Джавахашвили, если я не ошибаюсь. Так, дайте еще раз посмотрю. 3-е тысячелетие. Здесь и про тейпы дальше будут. Я вам расскажу. Хачруай и так далее и тому подобное. Так. Сейчас. Да, Ивана Джавахашвили. Дальше. Это черкесская земля была, эту землю купил Тэпов. Получается, у Астру выше остальных чеченцев, что на равнине было у них отдельного. Вы сейчас какую-то чушь пишете. Если у вас есть вопросы, задавайте мне. Астру, я же говорю, каждая копеечка, все, что донатит, мы покупаем книги, карты. У нас очень много материала, чуть-чуть, то и мы
приобретаем. Это все благодаря вам и вашей поддержке. Все, что вы, как говорится, помогаете и делаете. Каждая книжка, каждая копеечка, как говорится, ничего лишнего у нас нету. Задавайте вопросы. Если нет, я, брат, правда, что Маас был во владениях Симсира? Нет. Маас. Там Маас в пределах владения Симсира, ты говоришь. Есть такая информация, но у меня письменного доказательства нету. Да. А кто тебе сказал, что нету? У Арства есть, у других нет. Кто тебе сказал? На равнине есть. У Шарва есть свой. У Арства есть. У Тирва есть. У Экки есть свой муах на равнине. Кого тебе еще перечислить? У Тумсуа есть. У Зумсуа есть. У Гендергнуа есть. Есть и на равнине свои муахки. Кто тебе сказал? Конечно, у Чинхуа у всех есть. Тамерлан. Маас уничтожил Тамерлан, хромой. И в Нет. И в горах есть, и на плоскостной территории есть. Шарвай Бегмичаву. Шарвай Махки. Шарвай Махка, конечно. Шарвай Чеберлай Махка. Теркал Диабукуш. Тига царь дало чук в основном. Сема что агую. От того, что переселили с Галанчевского района, но у нас переселили из Чеберлоевского района, из Шароевского. Допустим, Наурский район – это переселенцы все из Наурского, из Чеберлоевского и Шаройского района. Шилковской район, допустим, это переселенцы в основном из Веденского района и Нажеюртовского района. И ничего такого. Ты просто не знаешь ни своей, ни нашей истории. Да, 5 человек сегодня задонатили. Я тебе сейчас 5 секунд могу лишить возможности, чтобы ты здесь не рассказывал сказки. Ты хотя бы постыдился бы сам врать. Валла, Мужухоева, в этом ты права. Валла права. Тут я с тобой на все 100 согласен. Ой. Орстхай говорят, что до Алхазуру их земля. Ты знаешь, я тебе так скажу. Орстхай земли от Дюэлкюрта и до реки Сулак. То есть от Псидаха и до Сулака. Все это уарство земли. Знаешь почему? Потому что уарство это ночи.
А значит, они имеют право. Так что, Уарствай Хамабай, Башлам, почему сегодня тейп лам эхи не считается частью Уарствай? Уарствай же частично тоже от них происходит. Да, абсолютно верно. Ну, сегодня не то, что они, даже ногчи тейпы точно так же дробятся. Цанна хабель больше, а все равно они гары делятся и уходят. Мы отдельно больше ашбу. Им можно, ингушам нельзя, им можно, они часть ногчи народа, а ингуши не часть ногчи народа. У акинцев тоже, дзурзукче, у акинцев от вместе от Псидаха и до Сулака все земли акинцев. Каждый ногчи тейп от Псидаха до Сулака может сказать, что это их земля. Все. Западные акинцы, восточные акинцы нету. Эки это все ногчи. 99,9%. И западные, и восточные, и южные. Даже эки, которые находятся в Панкисе, когда связывались, они сказали, «Тхоцен нахчиду». Все. И Баулуай, и Чинхуай, и Вашандруай, Варандуай, Энгнуай, Аларуай, Пешхуай, Тумсуай, Зумсуай, Шинруай, Чабахруай, Чермуай, Эльстаншхуай, Харачуай, Мишпориш, Мишпориш, Парчхуай, Акхуай, Аларуай, Нашхуай. Иншаллах, не начнется. Нет, Ингушетия это Ингушетия. Нохчичу это Нохчичу. Вот Сырноводский район, все, что за Сырноводским районом, это Республика Ингушетия. Все, что по правую сторону, это Нохчичу. В левая сторона, по реке Фартанги, это Алгачи, с правой стороны, это Нохчичу. Башлам видел акинцев, которые... Они, значит, не акинцы. Хаккуай, Пантуай, Саттуай, Хачруай, Гаттуай, Мулкуай, Ченти. Если себя считают сюли, пускай будут сюли. Если они считают себя хири, пускай будут хири. Если они себя считают галай, пускай будут галай. Вон бедас, нохчи вегуй и нохчи висарон. Агук Шагин. Ца ойсун хазарский каганат юк ахил полководец, но и его его царом царсу. Даже Шейх Мурза Якутский. Шейх Мурза Якутский не знал даже, что есть такое, есть такие. Потому что вас тогда и не было, вообще не было.
Башлам, оставь этих болтунов. Ачхой скоро город, а это преувеличение возможности соединения с Я видел это сообщение Гуно. Генасоля. Мужухоева, я абсолютно не переживаю. За спиной то, что кто делает, я узнал много чего. За спиной кто оплатил, за злому грузину и многое другое мы тоже знаем. Кто красным горшком дружит, знаем. Кто им спонсирует, как, что делать. Это все мы знаем. Говорит 06. В 1560-1580 году, чтоб ты знал, это 16 век. Даже в проекте не было вас. Так что оставь. Шейх Муза Акотский кто был? Аква был. Даже не знаю. Даже не знаю, Анзор, к чему добились. Честно сказать, непокорность, смелость, много чего показали, но и дурость тоже. Но мы много потеряли, Балдык Балдец, много потеряли. Очень много потеряли. Но видишь, тут разницы нету, будь то пришел Тамерлан, мы с ним воевали. Пришли татары, монголы пришли, мы с ними воевали. Пришли татаро-монголы, мы с ними воевали. Вот. Персы пришли, мы с ними воевали. Сюли пришли, мы с ними воевали. Он не был из Джайраха, да, Пичцевич, да. Борзали, напомню, Башламу от Эми Биболти. Black Angel. Борз Алей or Black Angel. Что касается Тейми Биболта, послушайте, это буквально один из наших подписчиков обратил мне внимание и прислал вот такой скрин, спрашивая о достоверности информации. Я вам сейчас процитирую, что было там написано. Так. Это, чтобы вы знали, люди же сразу лезут в интернет, в Google, шейху Гуглу или шейху в Википедии. И вот насколько нас ненавидят и насколько за нашими спинами пытаются переделать. Клянусь Всевышним Аллахом, как мне прислали, ва алейкум салам, я вам зачитаю. Это национальный герой, самая выдающаяся личность на Кавказе своего времени, Бейбулат Таймиев, один из чеченских чистоногчий национальных героев, которого мы все любим, ценим и уважаем. Который был, это дальше я расскажу. И вот мне человек московский, бизнесмен, очень такой непростой, очень умный, начитанный, взрослый человек, скидывает мне эту статью. Послушайте, и вы поймете, почему он мне прислал вот эту статью. Написано: Бейбулат, скобка, цитата прямая. Для начала вот так. Текущая страница, версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 октября 2022 года. А проверка требует первая правка. Это, то есть, после проверки, то есть ее проверили,
Поменяли его после 29 октября. Чтобы вы понимали, буквально месяц. И вот что пишут. Бейбулат, в скобках, Бей-Булат, Таймиев, Нохчу чеченец, Тайми Биболт, 1779 год, 15 июля 1831 года. Год рождения и год его смерти. Пишут дальше. Одиозный разбойник из Чечни. Конца 18-го, первой половины 19 века. Разбойник. Не политический деятель, ничего. Разбойник. Из Чечни конца 18 века, первой половины 19 века. 1802-1832. Участник Кавказской войны. Прославившийся, послушайте, прославившийся грабежом, убийством мирных, убийством мирных, хотел написать, с ошибкой. Даже когда переделывают, каким дебилы переделывают это, с ошибками пишут. Убийством мирным и беспомощных женщин, стариков, детей. Точка. А.С. Пушкин в своем очерке «Путешествие в Арзерум» называет его «Грозой Кавказа». Чтобы было понятно, что касается разбойник, одиозный, что касается прославившийся грабежом, убийством мирных и беспомощных женщин и стариков, все это взяли и вписали, заменив реальный текст насчет нашего национального героя Бейбулата Таймиева. И догадайтесь, кто это может сделать. Конечно же, это официальные статьи, они ходят по интернету и меняют название. Заменяют название. Официальную информацию убирают. Ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатуху. Заменили, оскверняют его. То есть все, кто читает или умеет на русском языке читать, который интересуется чеченской историей, он, само собой, и русские, и все остальные, кто умеет читать на русском языке, залезет и будет читать. И как вы думаете, каково должно быть отношение к Нохчи народу, если о их национальных героях пишут, что они убийцы мирных жителей, разбойник, женщин, убийцы мирных женщин, ни в чем не повинных, детей, стариков, разбойник и так далее и тому подобное. Это говорит автоматически, что весь народ, раз он национальный герой, что весь народ такой. Бейбулат Таймиев был одним из самых выдающихся личностей начала 19 века. Что бы он не совершал, мы знаем его, да, из записки Кундухова, Мусы Кундухова, который записывал. Я вам рассказывал об этом, как он встречался с Ермоловым, как Ермолов хотел подкупить двух кровников Бейбулата Таймиева, за которые он обещал 300 рублей серебром за голову Бейбулата Таймиева. На что они сказали, что они подумают. Они поехали прямо к Бейбулату Таймиеву, рассказали все это. То есть он обещал им, там дело было вот как, тем, кто не знает, я вкратце сейчас скажу. Бейбулат Таймиев, они удачно сделали нападение, порубили там, ну, грубо говоря, того периода, отбили определенное количество своих соратников, побили царские войска, сделали нападение, сожгли там определенное там селение. И после чего Бейбулат Таймиев хотел сделать карательные экспедиции для сожжения, там говорится, об Атагах там, и других селениях, Атаги, Шали, Автуры, вот эту местность, Большой и Малой Чечни он хотел жить. Урс-Мартан, Атаги, Шали, вот эти селения Большой и Малой Чечни, он сказал, что он начнет сжигать. Если эти люди убьют и принесут голову Бейбулата Таймиева, то он обещает
не сжигать эти села, оставить в покое, заключить договор с чеченцами, который Ермолов не хотел заключать. Хотя были предложения, чеченцы хотели мирного сосуществования, неправда. И первый имам Кавказа, шейх Мансур, вначале говорил, что давайте, они пытались любым методом на равноправных заключить договор. Но государство, которое хотело владеть, имело имперские взгляды, оно не могло на равноправных, чтобы входили в состав и так далее и тому подобное. Но это кратко как бы забегать. Так вот, после этого эти люди пришли к Бейбулату Таймиеву. Они рассказали, за что Бейбулат Таймиев подарил, говорят, обоим им, хотя есть небольшая несостыковка, но все-таки подарил им коня, каждому 2 коня, и они ушли. После чего срочным образом он Мехкхел собирает и просит у них разрешения. Человек, который был бы разбойником, негодяем, убийцей женщин, невинных стариков, он бы никогда бы не стал собирать совет старейшин, Мехкел, точнее суд, и спрашивать. Он говорит, я нашел метод, чтобы все пришло к миру, чтобы война закончилась, но возможность вернуться или не вернуться живым я не могу дать гарантии, но есть метод заключить, если у меня получится заключить мир с урусами. На что старейшины дали ему свое разрешение, сказали, что ты никогда ничего плохого не сделаешь для своего нохчи народа, и ты всегда делал все для своего нохчи народа, мы тебе даем добро. После чего Бейбулат Таймиев укутывается как он назывался, не башлык или как-то он назывался, который укутывается полностью. Укутался и пошел туда навстречу. На этой встрече был Бек Черкасский, на этой встрече был Ермолов. Он докладывает лазутчику, что есть срочная информация для Ермолова и что нужна встреча. Их встречают, там 2-3 человека было, полностью разоружают, приводят на встречу к Ермолову. Там же был его любимец Бек Черкасский, и еще писарь, как-то его фамилия, сейчас не помню. И он говорит, есть условия, то есть он рассказывает, говорит, что если он принесет голову, тот задает, какая информация есть. Он говорит, я слышал информацию, что вы за голову Бейбулата Таймиева обещали не сжигать там селение и что вы заключите договор. Но он рассказывает, если я принесу голову Бейбулата Таймиева, вы обещаете не сжигать селение, заключить договор с чеченцами, выпустить там определенное количество, отдать аманатов, выпустить там тех сторонников, если я принесу голову Ермолова. На что Бек Черкасский, посмотрев на него, сказал, что я ему не доверяю. Несмотря на это, он сказал, да, дал слово, что это было выгодно. Все это официальная информация, вы можете прочитать ее, она есть. Она есть у меня в письменной версии, то есть вы можете посмотреть это напечатано официально, но я в каких-то местах там более так как бы корректно рассказываю. После чего, когда он дал слово и пожал руку Сардаром Ермолова, так он называется, Сардар Ермоловым, он снял с себя этот бушмет, или как он, укутавший, сказал, что он Бейбулат Таймиев, вы обещали заключить и не сжигать селение. Вот такой вот договор был заключен. Ну, конечно же, говорится, что он потом должен был освободить, его отправили для освобождения в Герзель, крепость Герзель. Бейбулат Таймиев поехал туда. После освобождения получили указ, там его задержали. Вот это потом Мехкел, узнав об этом, с Майртупа все собрались, напали на это
укрепление Герзель, вытащили оттуда Бейбулата Таймиева. Вот такой был Бейбулат Таймиев, который делал все ради своего народа и с позволения, разрешения своих старейшин. Еще есть там одна грубейшая ошибка, я еще раз повторю. Бейбулат Таймиев был убит, но не отрубанием меча, не разрубанием головы. Бейбулат Таймиев был приглашен на свадьбу аксайским князем. Поехал на свадьбу, он был отравлен, по виду подсыпали. Он побыл на свадьбе, и когда возвращался обратно, по пути ему стало плохо. Но поскольку лошадь знала дорогу, больше половины пути, говорит, знал дорогу домой, лошадь, его уже на этой лошади, сама лошадь довезла до дома. После этого Бейбулат Таймиев еще 3 дня был, лежал в своей постели, скончался и был захоронен, тайно захоронен. В то время любимое дело, вы знаете, было отрубание головы и приносить то, что приносили, голову своих врагов в основном. Вот. И вот так закончилась жизнь. Конечно, о Бейбулате Таймиеве мы еще будем много чего рассказывать и говорить. Но суть сама в чем? То, что он был отравлен своим, официальной версии написано, что он был убит кровной местью, то есть отомстили за отца. Мехти, как-то его звали, какой-то кумыкский князь, отомстил за своего отца, говорится. Но опять же, рассказы и сказки о том, что ему отрубили голову, когда он там во время сражения, это все чушь собачья. Прямые потомки Бейбулата Таймиева живы, и они знают. Его похоронили со своей головой, не отрубленной, ничего. Похоронили его после того, как он скончался своей смертью после отравления. Все остальное, то, что рассказывают, это выдумки и наветы, наговоры на Бейбулата Таймиева. Вот такую работу на сегодняшний день, не забывайте, 29 октября это было исправлено, 2022 года. Сейчас буквально нету никаких ссор, никаких скандалов, но есть люди, которые коверкают нашу историю. И когда говорят, что мы боремся против этих идиотов нарнийских, меня еще пытаются упрекать. Упрекают, что там кто-то мне там может помочь, или книги отправить, или там, не дай бог, конечно, задонатить. Сразу начинают. Работу мы проводим. Благо, есть достойные братья, имена я называть, имя назову, Умар зовут его, да, Саиду Ацун. И еще пару ребят, которые следят 24 часа, и мы исправляем вот эти ошибки везде, где пытаются использовать и испортить историю нашего народа. Ежедневно идет эта работа, и она не останавливается. И она идет против всех. Те, кто пытается каким-то образом рассказать о своей истории. Поэтому не забывайте, что это нелегкий труд. И блогеры, и историки ведут эту войну, которая никогда не заканчивается. Пока вы и зарабатываете, и занимаетесь другими, мы пытаемся как-то, вот, чтобы очистить вот эту клевету, ложь, навет на нашу историю совместно с вами. Вы помогаете или книгой, или картой, или кто-то технику помогает там, или покупает, или свою отдает, или кто-то там понемножку, совсем неважно, там, донаты отправляет. Все вот таким образом принимают участие. Если мы не исправим, к сожалению, везде они не успевают, те, кто там, если и занимается. Башлам осетинские хири не могли быть до иронизации частью тайпа кири? Нет, не могли. Я не слышал такого. Об этом Бакаев писал как предположение. Маловероятно. Ну, это предположение, гипотеза, может быть. Так, дальше. Дань брать, отбирать. Горис 06. Если ты еще раз будешь писать такие вещи, я тебя заблокирую.
Хорошо. Таймиев, Бейбулат Таймиев, национальный герой нашего народа. Караван лает, собака идет. И вот такой вот донат прислал Магомед. Мухаммад Дасадов. Вот еще один брат задонатил в поддержку нашего канала. Да, духу ахуя. Всем огромное спасибо, кто не забывает и поддерживает нас. Поддерживает наш канал. И огромное вам спасибо. Болтун, дацаяхка. Заблокировать. Там уже он там пишет такие матершинные слова, я не оставлю. Так, дальше. Таймиев хотел договориться с русскими на равных условиях, но русские не согласились. Но я же об этом и рассказал. В общем, был тюркский, возможно. Кажется, смею. Так, дальше, что да нам называют. Так, женщин не трогать. Так, это какая-то почему-то не... Так. Так, я не знаю, здесь уже я... Это не меня касается. Харчуай. Харчо солнце, я знаю. Харчуай бойсон, харчо олцар, харчуай олцар. Одно и то же. Мне араб из Калининграда сказал, кто эти... Они вообще слышат и понимают, что говорят, короче. Так. Вот что я хотел вам рассказать и зачитать. Ежедневно проходит эта работа. Пытаемся все исправить. Хачруай, Харачуай — это разные. Хачруай — это вот и Тумкалинский кластер, Шатойский и Тумкалинский в ту сторону, короче, Аргунский кластер. Харачуай — это Веденский кластер. Разные. Хачруай, Харачуай. Так, какие вопросы еще? Ибраим, сколько там у нас еще в Ютубе осталось людей? Есть там кто? Нету там? Если вы хотите спать, дам вам. Да, известно. Ибах паса харачуайбу, хачруайбу. Я тоже сам. Харчуайбу, арцу. Друзья, аж хаттарца, да, умаца, да, шуна чуга садуайтер дуй. Он в эфире уже 3 часа, чтобы 85. Ну, неплохо. 100 человек у нас в эфире, несмотря на то, что 3 часа ночи. Это радует. Задавайте вопросы, если есть. Умхалет, а то у меня, как говорится, мы должны каждую копейку беречь. А то у меня время и это не совпадает с трафиком. Задавайте вопросы. Рассказывайте, задавайте вопросы. Если бы я с самого начала под санкциями, мы и то хорошо. Под санкциями мы и то хорошо, базум снайперу. До щемено от пазлавчку я лапаю. Башлама, какие наветы основные на Бибулата? Что ему отрубили голову, что он был предателем, что он был перебежчиком, что он убийца женщин и детей невинных, что он был разбойником. Я думаю, уже хватает этого.
Так и живем. И, бляшки, если есть вопросы, задавайте. И кто-то еще задонатил. Так. Донат прислали. Написано: от Гунуа дорога Ачхой-Бамут, Владикавказ. Вот такой вот донат прислали. Ачхой-Бамут, Владикавказ. Это ты жестко стебаешься, да, сейчас над этим? Башлам, как ингуши перешли на сторону царизма в свое время, это же как, ну, свободный, ну, давай я не буду это сейчас, я не хочу. Башлам, как тебе финал Аргентина-Франция? Ну, я болею за свою команду, сколько я себя помню. Хотелось бы за Францию, но я болею за Аргентину. Со времен Диего Марадоны. Жалко их было, конечно, они заслуживают победы. Ну, не знаю. Финал, как финал. Там 4 километра. Я знаю, 4 километра, они много говорили. Ложь. Где ты ее заметил, интересно, Бахмага? Я знаю, там это узкое. Как раз таки, когда украденные земли вернули, они же это говорили, вот им теперь якобы перейти на территорию Осетии ничего не стоит, они хотят перерезать этот кусок. Zoom Sniper проиграли. У меня 3 команды было, вот, которые первое, второе, третье место. Первое место я болел больше всего за Германию. Вот. Второе место я болел за Аргентину. И третье за Марокко. Но Марокко проиграло, к сожалению. А немцы проиграли тоже, к сожалению. Остались только аргентинцы. Но Германия у меня на первом месте была. Дорога в Грузию, конечно, есть. Работы проводятся инженерные. Чистят, проводят, прокладывают. Работы и не прекращались по этой. Поэтому все заложено в бюджет, работы идут. Финансирование тоже вроде бы есть. Ну, надеемся, что возьмет. А очень это, они заслуживают. Честно сказать, я бы им даже 2 место дал. Французы не заслуживают. Какое было, я не знаю. Никто не знает, какое было знамя Дзурдзукети. И Симсира не знает. Никто не знает. По крайней мере, я не видел нигде об этом ничего. Политическое решение в начале. И еще один донейшн. Опять же, мне нравится, я обязан зачитывать вопросы, когда присылают донаты, если с вопросами. И прислали, опять же, от нашего брата, напишем: 4 километра, запятая, уберем кишку и моздокскую, написали. Уберем кишку и моздокскую, написано. Вот такой вот донат от нашего брата. Далса, дал духуахуал. Очень интересно, он начинает донатить. Там он 1, 2, 3, он вот так распределяет его по кускам и с вопросами отправляет. Очень интересный метод задонатить, заодно задать вопросы по истории. Не скажи, Башлам, французы хорошо играли, они такие... Я не говорю, что они плохо играют. Конечно, хорошо. Самые лучшие игроки Бензима, Бапе, Жиромори, еще и
кто там еще, этот, Гензель, Гретель, Вацари, Гузманвари, хотя там одни из самых именитых, титулованных игроков во Франции, французской сборной. Там сильнее, чем у них, походу, никого нет. Ну, у Бразилии 1-2 был, у Аргентины там Месси, Ди Мария и Дибала 3, Акер, Жиру, Мбаппе. Говорят, что Бензема будет тоже играть в финале. Там сколько их еще? Я всех и не знаю. Французская команда очень сильная команда. Все мировые, как говорится. Гризман, да, Жиру, Гризман. Правильно, Батыр. Всех и не перечислишь их там. Там у них очень хорошие игроки. У марокканцев там 2-3 игрока было. Ну, в принципе, все они держались на этом. Зиеш, Ори, на нем держались. Германия, Мюллер уже старый, по сути, там. Озила там не было. Других я там, в принципе, тоже не видел. Батыр, говорят, что вполне возможно... Я слышал, что якобы инсайдерская информация была, что Бензема будет играть, говорили. Не знаю. На юге и полоска в ширину 4 километра на севере, до Кабарды чуть больше, вернемся на запад к историческим границам. Магунос. Нужно создать футбольный клуб Зордзукас. Нужно удалить это сообщение, пока... Интересно вы люди. Травма. Башлам. Первого человека Адам звали. Как сегодня это имя есть у многих? Как сегодня это имя есть у многих ночи? Ну да. Не знаю. По мне без разницы. Пускай сидит, пускай не играет. Главное, чтобы... Пускай Аргентина возьмет финал. Если Очхой расширится, Бамут войдет в состав города. От Бамута по прямой до Осетии рукой подать. ФК Башлам. Не надо ФК Башлам. Адам человек. Адам. Но, Гуно, то, что ты говоришь, они же сами написали. Они же распространили это письмо. Мы же с тобой помним об этом. Да, раньше были, я не знаю, на Ютубе были братья, там, Руслан Битоков был, еще один брат наш был, Адык, приходили. Я знаю, что там есть 2 или 3 осетина, есть в Ютубе смотрят, наш блог смотрят, потому что вопросы я зачитываю потом, которые присылают. В Инстаграм, по крайней мере, точно я видел. 2 девушки, я знаю, осетинки, и где-то 1 или 2 парня. Адыгских подписчиков у нас там человек 7-8. Не знаю, в Ютубе есть или нету. Вот. С Дагестана кумыки есть, я знаю, подписанные, которые смотрят время от времени. У нас как-то бывает с ними некоторые моменты. Боюсь, что им очень не понравится, когда я начну публиковать материал о Ташухаджи и Саисанском. Ну да ладно, нравится или нет, но наша история я должен публиковать. Вот. Смотрит ли Сюли, не знаю, смотрит или нет. До Сюли мне как-то, и честно сказать, мало им понравится. Писать-то пишут время от времени некоторые Сюли. Вот. Что еще? Не писали там также, и в итоге это выгодно. И поэтому...
перекличку делать. Зачем? Нет, я уже сейчас, наверное, буду уже завершать еще чуть-чуть. У нас еще есть 17 минут. Вот, трафик еще на 17 минут есть, после я уже отключу. Через 17 минут. Я думаю, что вполне возможно, что в ближайшее время может быть карантин очень жесткий, потому что очень не самые лучшие цифры. Вот слышал по этой эпидемии гриппа, а смотрел сегодня Росстат, смотрел официальные новости, они говорят, вполне возможно, что эпидемия гриппа продлится, вот этого свиного гриппа, осложненного с ковидом гриппа, вот этот до конца января месяца. Что, конечно, не дает. Я вот разговаривал с друзьями, почти что у всех дети болеют с высокой температурой. У нас большие семьи, стоит одному заразиться и идет у всех сразу. То же самое. Вот так пока, по крайней мере, все гриппом болеют, что, конечно, не радует. В прошлом году, если легко его перенесли, в этом году, конечно, чуть сложнее будет его переносить, если все тотально болеют. Садики закрыли, вполне возможно, что на карантин закроют. И школы тоже. Вчера нарнийские паблики в ТГ подняли шум из-за урбанизации Ачхой. Риски для них писали. Тучи и краски сгущали. Ну, это уже идет давно, с тех пор, как объявили, но они уже опоздали. Город Ачхой-Мартан, уже и проекты есть, и строительство уже начали, все, как бы городу Ачхой-Мартан быть, иншаллах. И Ачхой-Мартан будет городом, и Серноводск будет городом. Да, думаю, у нас достаточно уже населения будет, которых туда можно поселить, построим рабочие места, и свои территории пустыми мы не оставим в любом случае. Да. Насколько я знаю, в Серноводском районе и так уже строятся новые места. В Ачхой-Мартановском проект видел уже строительство города, то есть уже где будут дома многоэтажные стоять и все остальное. Ну, все, да, будет хорошо. Главное, выберта оушие, барт боушхельча. Я про простых людей, я в политику, опять же, не лезу. Не надо мне задавать какие-то политические моменты задавать. Но у нас урбанизация это хорошо все-таки. Это хорошо. У нас не так много городов, поэтому они не против. Валет Башлам, расскажи, кто написал Нохчи алфавит. Я же знал его, я же писал. Эльдерхан, ты что? Что ли, Эльдерхан, ты что мне говори? Я сейчас не помню уже. Пичпот трабац. Ты что мне говори? Эльдерхан, он у меня чухсой. А чем там заниматься, если будут города? Так хоть все хозяйство и все. Ну, нет, села-то останутся. Причем тут это? Чем будут заниматься? Ты же всю жизнь не будешь сидеть где-то там за пределами и вечно подкалывать меня. Меня там, Юни, кого ты там любишь подкалывать. То у тебя форель, то у тебя футбол, то у тебя что там. В день, когда мы говорили на родном языке, за пару слов зацепился, еще присоединил к себе Амину и сидел вот, подначивал, ха-ха ловил, сидел. Не так же будет? Ну, что ты тоже свой бизнес откроешь, другие бизнесы. У нас сколько учится людей. Почему у нас не может быть и заводов, и бизнеса, и все остальное? Все будет, да, Аллах да зезундо, чё? Танқиятары олды воин
Eyyoh Çıkan. Assalamu alaikum. Sarhami Vizri. Wa alaikum assalam. Адлан. Амин, амин, амин. Но у нас еще есть 12 минут. Так что задавайте вопросы. А сейчас слышал, что Папа Римский... Да, эту новость мы не успели обсудить. Да, хотел. Официально резиденция или администрация Папы Римского попросила прощения. Ва алейкум ассалам, Абиб. Попросила прощения и сказала, что они были неправы, попросили прощения. В основном везде пишут, что у чеченского народа. Нет, я не злопамятный, память хорошая и немножко злая. Да, очень сложное время сейчас в целом, к сожалению. Еще как. Я это, конечно, чувствую, поверьте мне, больше всех. Да, тема 2 или, но дня 2-3 вполне возможно. Я гернах Цонгша Дахал Шадик Дейл Краду, но ты знаешь, что уже Цацполюш Кечамби Эльч Чо Халдуи. Тяжелое время. Когда родственники болеют, когда ты знаешь, что вот-вот нужно. Короче, не будем о плохом. В любом случае, все это видится и не только и в эфирах чувствуется, и активность, и там везде со всех сторон. Со всех сторон. А когда финансовое затруднение у нашего народа, это уже, как говорится, вообще. Даже Папа Римский извинился. Но благо осознание того, что он сам понял, что не то ляпнул. Это самое важное. Извиняются теперь все и повально. Но теперь эта привычка у всех. Везде. Кто бы это, где бы ни был. Но есть вещи, которые можно, конечно, прощать. А есть, которые нет. Что? Машлам, ты на охоту не ходишь? Нет, не хожу. И так почти что животных не осталось, чтобы их стрелять. Я на рыбалку люблю ходить. Зурзук, не надо. Вештаться, моиться. И вассалца Алчебекштеруэл. Оставили бы в покое бы наш народ, тихо, молча, заниматься своими делами. Это самое главное. Да, конечно, есть еще 8 минут. 8 минут время есть еще на ответы. Ответы на ваши вопросы. Ну, обещали, по крайней мере, понемножку уже один из наших братьев из тайпа Магажой помог мне немножко, ну, по крайней мере, технические какие-то моменты, которые
были у нас для работы. Потихоньку они решаются. Обещали, посмотрят, что нужно, нам понемножку соберем для работы, для усиления работы. Сейчас хоть и так сложно, если вдруг будет опять же изоляция, будет очень много работы. Нужно будет вот сейчас из этих новых книг, которые я купил, заказал, оттуда информацию нужно в электронную перевести, опубликовать вам, чтобы было просто понемногу опубликую. Да, как вы знаете, это все намного усложняется. Ноутбука, как говорится, пока у нас нету. Но ничего, и на телефоне справимся. Это нас не сломает. Будем делать. Будет когда-нибудь у нас и Саид Мухаммад, когда проснется, будет у нас и этот ноутбук или Air, MacBook Pro Air, вот этот тонкий есть с яблоком. Так открою, буду сидеть и печатать, делать ролики. Ну, когда Саид Мухаммад вернется с Норвегии. А так, конечно же, это была шутка. Башлам хаук шмуду. Саукши так себе. Пока так себе, Хабиб. Но ничего. Динау. Сайкук штяу. Остальное. Вот, пока держимся. Ладно, у нас осталось, я так понимаю, у нас осталось до конца эфира осталось еще 5 минут. Уважаемые друзья, в первую очередь я хотел бы попросить у всех прощения, если я каким-то образом кого-то обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха прощения у вас. Я не хотел никого не оскорблять, не задевать, ничего-либо, как говорится, плохого. Все, что мы делаем, это изучаем свою историю, взаимоотношения там, с нашими соседями там, или взаимоотношения со сказочником, каково оно быть. Мы делаем все, чтобы наш народ был единым, неделимым, чтобы наша Родина и границы нашей Родины были непоколебимы, и время от времени их не дробили и не кусали. И не позволяем покушаться, так сказать, на какое-то наше культурное наследие или историческое наследие. Чужого нам не надо, и своего, как говорится, не отдадим. Поэтому мы это все только в рамках работы нашей. Мы не хотим заниматься никакими противозаконными действиями. Это как раз. Во-вторых, огромная благодарность сегодня нашим 6 братьев сегодня задонатили, 6 человек, 6 или 5 человек, которые задонатили. Аллах дал саадуэл булдистенк эзашка соудуэлил. Я знаю, что возможности у нас у всех ограничены, поэтому в любом случае, как бы это мало не было, что бы это ни было, за это не переживайте. Да, благодаря вашей работе у нас появляется все больше и больше и книг, и мотивации, и работы. Да, я видел, есть эта мотивация, это все для работы, и вы делаете огромный вклад для того, чтобы мы все больше и больше старались делать и работали. Поэтому мы с вами, я надеюсь, что завтра, я постараюсь, конечно же, завтра встретиться, сделать эфир. Дэвидсон Монтана. Название, конечно. Да, ладыкник хельду. Да, я вам обещаю, в ближайшее время, если мы останемся живыми и здоровыми, я еще много-много чего вам интересного опубликую.
покажу много интересных видео, много интересных карт, книг. Я думаю, вы не пожалеете. Вполне возможно, и вы в этой нашей общей истории про свой тейп услышите, и про свое село услышите, всякое может быть. Поэтому не отписывайтесь, приглашайте нам максимально больше наших новых подписчиков. Не забывайте обязательно подписаться на канал и YouTube смотреть. Все, кто заходит в YouTube, смотрите через VPN, чтобы у нас хоть какая-то была монетизация. И если вы в YouTube, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы приходило уведомление, когда у нас начинается эфир. Самое главное, максимально распространите наши видео, говорите, приходите там. Вот у нас эфир, подписывайся, подпишитесь. Особенно нашему молодому поколению. Разницы нету, будь то девушка, будь то парень. Всем, кому не безразлична наша история, наша родина, культура. Подключайтесь, изучайте, узнавайте. Будьте с нами, давайте будем вместе. То, что знаете вы поделитесь своей информацией, я поделюсь своей информацией. Это намного важнее, если вы собираетесь и дальше жить, как говорится, жить на земле своих предков, своих отцов. Всем вам огромное спасибо. Возможно, завтра, если все будет нормально. Если у вас возникнут вопросы, какие-то пожелания, если у вас что-то новое есть, карты, книги, какие-то вы хотите поделиться информацией, пишите в директ, в Телеграм, везде. Мы есть в Фейсбуке, в Директе, в Телеграме, в ВК есть, в Твиттере мы есть, в Одноклассниках меня нету, в Фейсбуке, Ютубе. Короче, на всех платформах, которые есть, мы есть. Поэтому обращайтесь, пишите, все, что знаю, поделюсь с вами. Если что-то вы пришлете того, что нету, и постараюсь взять и опубликовать. Пишите в директ, ответим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был ваш брат Башлан, Масер Бюйс Дейг Алеуил, Адекюэль Маршаль.